В своем докладе я постараюсь рассказать в общих чертах о порядке проведения комплексных кадастровых работ на территории Республики Бурятия, для чего они нужны, как их организовать и за счет каких средств они проводятся. Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления, является социально-экономическое развитие на подконтрольной территории и улучшение качества жизни населения. Основным определяющим фактором такого развития является то, насколько орган местного самоуправления представляет существующую застройку и перспективы ее развития в процессе управления территорией. Важнейшим элементом процесса управления территорией в Российской Федерации является система документов территориального планирования, начиная от федерального уровня, заканчивая уровнем муниципального образования. Так, на уровне местного самоуправления принимаются такие документы, как схема территориального планирования муниципального района, генеральный план поселения или городского округа, правила землепользования застройки, проекты планировки и завершающий этап — это проекты межевания территорий. Именно этот набор документов определяет вектор территориального развития муниципального образования на ближайшие годы. Не вызывает сомнения тот факт, что при подготовке таких документов используются сведения государственного кадастра недвижимости как единственного федерального информационного ресурса, содержащего достоверные и общедоступные сведения о границах объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков. Также в соответствии с требованиями Земельного кодекса органы местного самоуправления обязаны использовать сведения ГКН при распоряжении земельными ресурсами. Дополнительно следует отметить, что такие системы, как АИС-языка, геопортал Республики Бурятия, естественно, публичная кадастровая карта, тоже базируется на сведениях государственного кадастра недвижимости. Исходя из этого обстоятельства, наполнение базы государственного кадастра недвижимости является первоочередной задачей органов местного самоуправления. И это не относится только к новым границам. База данных ГКН нуждается в наполнении сведениями о точных границах земельных участков, сформированных в 90-2000-е годы. Так как законодательством, которое действовало на тот момент, было разрешено учитывать земельные участки без точного описания границ. Также необходимо внесение в государственный кадастр недвижимости границ зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства по отношению к земельным участкам. Единственным способом, законным способом внесения точных сведений ГКН являются кадастровые работы. Кадастровые работы производятся в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. То есть это здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Такие работы проводятся на основании договоров между кадастровым инженером и заинтересованными лицами. В настоящее время большую часть заинтересованных лиц составляют граждане, желающие приобрести земельные участки, либо граждане, желающие уточнить границы принадлежащих им земельных участков, а также граждане, которые желают поставить на кадастровый учет индивидуальные жилые дома. В этой связи стоит рассмотреть существующие цены на кадастровые работы. По общему правилу, кадастровые работы проводятся по цене, которая установлена договором между кадастровым инженером и заинтересованным лицом. Вместе с тем, законом республики установлены ограничения по предельной цене кадастровых работ. К примеру, для земельных участков, предназначенных для ЛПХ и ИЖС, такие работы обойдутся 7700 рублей. Кадастровые работы в отношении земельных участков в ДНТ, СМТ или земельных участков под индивидуальными гаражами обойдутся в 4800 рублей.
Составление технического плана жилого дома площадью до 50 квадратных метров обойдется в 6 тысяч рублей. А больше 50 квадратов это сколько? Больше уже не регламентируется законодательством. Во многом высокая стоимость проведения кадастровых работ не позволяет гражданам, особенно проживающим в сельских населенных пунктах, провести межевание земли и уточнить границы объектов капитального строительства. Как следствие, наполняемость базы данных государственного кадастра недвижимости достоверными сведениями о границах объектов остается на низком уровне. Если учесть, что наиболее интенсивный оборот земли происходит на землях населенных пунктов, то следует рассмотреть данные статистики о межевании таких земель. Вообще, у нас на сегодняшний момент, по данным ВКН, 59,3% таких земельных участков не имеют точного описания границ. Я выделил те районы, которые сейчас присутствуют на лекции, да? Вам видно? К примеру, Баргузинский район 73,9% без точной границы. Волгинский 28%, Шабанский 63%, Муйский 55%, Аркинский 66%, Тункинский 70%. При существующем положении дел процесс наполнения ГКН точными сведениями о границах земельных участков и объектов капитального строительства займет на 1,1 лет. Между тем, отсутствие точных границ земельных участков не позволяет органам местного самоуправления осуществлять качественное управление и распоряжение земельными ресурсами, ввиду нечеткого понимания занятости территории. Нередки случаи повторного отведения земельных участков на одной и той же территории, ошибки при подготовке документов территориального планирования населенных пунктов, ошибки при территориальном зонировании территории, вследствие чего снижается уровень юридической защиты законных интересов правообладателей объектов недвижимости, увеличивается количество земельных споров. Немаловажным является тот факт, что местные бюджеты недополучают налоговые поступления, так как при отсутствии сведений о объекте ФКН налог на такой объект не начисляется. А если учесть тот факт, что базой для начисления налогов является его кадастровая стоимость, в свою очередь кадастровая стоимость рассчитывается исходя из площади объекта, то можно сделать вывод, что без точных границ нет точного налогообложения. Также следует учитывать, что в соответствии с дорожной картой по повышению качества государственных услуг в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета с 1 января 2018 года вводится запрет на распоряжение земельными участками при отсутствии уточненной границы. В этой связи правительством Российской Федерации предложен новый подход к решению обозначенных проблем. Так, с 1 января 2015 года федеральный закон о государственном кадастре недвижимости с 1 января, прошу прощения, 2015 года закон о государственном кадастре недвижимости дополнен главой о комплексных кадастровых работах. 1 декабря 2015 года постановлением правительства внесены изменения в федеральную целевую программу развития единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета. В нее включены мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ, а также финансирование этих работ. Что представляют все комплексные кадастровые работы? Под комплексными кадастровыми работами понимаются такие работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов объектов недвижимости, как земельных участков, так и объектов капитального строительства. Главной особенностью предложенного механизма является проведение кадастровых работ не точечно по одному объекту и по заявлению
по изъявлениям заинтересованных лиц, а в отношении всех объектов, расположенных на выбранной территории и на основании муниципального заказа. Заказчиками кадастровых работ определены полномочные органы местного самоуправления муниципального района или городского округа. Исполнителями комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры. Работы производятся на основании муниципального контракта, который заключается в порядке, установленном федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ну, какие результаты выполнения комплексных кадастровых работ? Ну, во-первых, осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют установленным требованиям. То есть происходит уточнение границ уже существующих участков. Осуществляется уточнение границ зданий и сооружений объектов незавершенного строительства на земельных участках. Также обеспечивается постановка на кадастровый учет земельных участков, образование которых предусмотрено проектной документацией, в том числе участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, бульварами и другими объектами. Кроме того, обеспечивается исправление кадастровых или реестровых ошибок сведений ГКН о местоположении границ объектов недвижимости. Ожидаемые эффекты от выполнения кадастровых работ следующие. Это повышение уровня юридической защиты законных интересов правообладателей. Во-вторых, сокращение расходов населения на оформление недвижимого имущества. Также внесение в государственный кадастр недвижимости точных сведений о местоположении границ объектов недвижимости. Реализация проектов по развитию территории за счет постановки на государственный кадастровый учет земельных участков. Кроме того, ожидается увеличение поступлений от налога на недвижимость за счет внесения в ГКН ранее неучтенных сведений об объектах недвижимости. Также повышается инвестиционная привлекательность территории за счет того, что у инвесторов появляется четкое представление о занятости территории. И, наконец, повышается показатель национального рейтинга за счет сокращения числа процедур, так как земельные участки, которые должны быть предоставлены в частную собственность, уже будут поставлены на кадастровый учет. Наверное, самый больной вопрос – это финансирование. Федеральной целевой программой предусмотрено финансирование на 2017, 2018, 2019 годы. Всего планируется выделить более 5 миллиардов рублей на такие работы. И основные этапы финансирования пройдут в 2018 и 2019 годах, в которых будет выделено порядка более 2 миллиардов рублей ежегодно. А что с программой сервиса? Это субсидии. Далее. Как распределяется финансовая нагрузка между муниципалитетом и федеральным бюджетом? В соответствии с законом о кадастре финансирование комплексных кадастровых работ происходит за счет средств бюджетов субъектов и средств бюджетов муниципальных районов, городских округов, а также за счет средств, направляемых в бюджеты субъектов в виде субсидий из федерального бюджета. При этом нагрузка распределяется от 70 до 95% это субсидии из федерального бюджета, от 5 до 30% это средства бюджетов субъектов и бюджетов муниципальных районов. Для получения субсидий из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в очередном финансовом году и плановом периоде высший орган
исполнительной власти субъекта направляет в центральный аппарат Росреестра заявку на предоставление субсидий с приложением необходимых документов, подтверждающих выполнение субъектов условий на предоставление субсидий и соответствие критериям отбора. То есть федеральной целевой программой предусмотрены два обязательных условия для получения субсидий. Это наличие подтвержденного правовым актом субъекта перечня мероприятий, на финансирование которых предоставляются субсидии. Ну, то есть должно быть выпущено некое постановление правительства о проведении комплексных кадастровых работ в 2018-2019 годы. И второе условие – это наличие запланированных финансовых средств в законе о бюджете на текущий финансовый год. Либо, так как у нас закон о бюджете принимается раньше, гарантийное письмо субъекта о том, что финансовое обеспечение в 2018-2019 годах будет обеспечено. Так как многие субъекты желают провести комплексный кадастр работы, установлены критерии для отбора субъекта для предоставления субсидий. Всего таких критериев федеральной целевой программы 8. Первое – это наличие и объем средств, привлекаемых из бюджета субъекта и бюджетов муниципальных районов для проведения комплексных кадастровых работ. Второе – это наличие утвержденного нормативным правовым актом субъекта перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ. Третье – это количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых планируется провести комплексные кадастровые работы. Четвертое – наличие документов территориального планирования, предусмотренных частью 3 статьи 42.6 Закона о кадастре. Об этом критерии не остановимся подробно, следующем слайде. Пятый критерий – это наличие картографического материала на выбранной территории. Шестой – это наличие закона субъекта, в соответствии с которым налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Ну, вот это у нас, в принципе, критерий соблюден. Седьмое – это гарантийное письмо субъекта о проведении подготовительных работ перед проведением комплексных кадастровых работ. Это может быть полевые обследования и инвентаризация земель. И последний критерий – это гарантийное письмо субъекта об исправлении кадастровых ошибок в результате выполнения комплексных кадастровых работ. Вот, останавливаясь на критерии под номером 4, то есть это наличие документов территориального планирования, следует отметить взаимосвязь комплексных кадастровых работ с документами территориального планирования. Так, в целях контроля за выполнением кадастровых работ со стороны заказчика, то есть со стороны органа местного самоуправления, необходим документ под названием проект межевания территории. В зависимости от того, какая это территория, населенный пункт, земли сельхозназначения, лесные участки, утверждаются разные проекты. В соответствии с приказом Росреестра номер П-086 заявка на предоставление субсидий предоставляется высшим органам исполнительной власти субъекта не позднее 1 марта года, предшествующего проведению комплексных кадастровых работ. И для прохождения отбора в целях получения субсидий из федерального бюджета органам местного самоуправления совместно с правительством и управлением Росреестра по республике необходимо провести комплекс организационных мероприятий.
В первую очередь необходимо определить территорию, на которой будут производиться комплексные кадастровые работы. Ну, территория должна быть выбрана таким образом, чтобы соблюдались критерии в части обеспеченности необходимым набором документов. И в целях определения такой территории, первое, необходимо провести комплексный анализ сведений ГКН об учтенных земельных участках и объектах капитального строительства на предмет необходимости уточнения границ таких объектов и определить количество. Следует отметить, что от количества объектов зависит размер финансирования. Второе. Необходимо провести анализ документов территориального планирования муниципальных образований на предмет соответствия критериям отбора. Третье. Совместно с управлением Росреестра провести анализ картографического материала на выбранной территории. И, наконец, провести совместно с управлением Росреестра и Федеральной кадастровой палатой по Республике Бурятия анализ наличия кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Во-вторых, необходимо провести мероприятия по соблюдению условий предоставления субсидий и критериев отбора субъектов Российской Федерации, в том числе правовым актом субъекта утвердить проведение комплексных кадастровых работ в Республике Бурятия 2018-2019 годы, предусмотреть финансирование, либо подтвердить гарантийным письмом такое финансирование. И, наконец, третье – это подготовить комплект документов, свидетельствующих о соблюдении критериев отбора. Как уже говорилось, необходимо утвердить перечень кадастровых кварталов, утвердить документы территориального планирования, подготовить гарантийные письма. В завершении считаем необходимым сообщить, что Управление Росреестра готово оказать любую необходимую помощь и содействовать подготовке необходимых документов для организации комплексных кадастровых работ. По всем вопросам можно обращаться непосредственно к курирующему заместителю управления Богдана Васильевича Митрина, либо к руководителю управления Росреестра. Контактный телефон оставить представлен. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, можем обсудить. Необходимо. 1-0, Да, 1-0. то есть это приемный. Да, приемный. Так, коллеги, вопросы, пожалуйста. Надо отметить, что человек готовился. Пожалуйста, доклад утверждается руководителем. И все, что сказал, это же сложно на слух воспринимать, да? Вопрос вообще непростой. Все вот ему прочитаем, специалистам своим отдадим. На будущее как-то для других. Смотреть, какой. Конечно же, кто напишет, кто записали, кто не записали. Совершенно правильно. Правильно сделали. Я вот Так, хорошо. Тогда если вот у нас раздаточный материал есть, в принципе все понятно, да? Уточняющий для себя вопрос, вот я выходил по телефону разговаривать, все-таки это планируется в 2018-2019 году? Согласно действующей федеральной целевой программы до 2018-2019 годы. Другие субъекты еще не работали по комплексной кадастровой? Я хотел добавить, что готовится изменения в федеральной целевой программе. И вот эти мероприятия по финансированию будут продлеваться до 2022 года. Ориентировочно. С одной стороны, вроде бы хорошо, с другой стороны, лучше уж начать так и сделать. А вот на стадии проработки уже сейчас с Минимущества, с правительством Бурятии уже какие-то договоренности есть? Все эти объемы финансирования? Мы в феврале этого года при комиссии по доходам у ЧЭПИКа этот вопрос поднимали, докладывали о том, что федеральная целевая программа дополнена объемами финансирования и собирались, рекомендовали органам местного самоуправления определить территории, но пока никаких дальнейших движений нет. Ну, к примеру, сейчас вот пол Кабанского района уже есть сегодня на семинаре. То есть у нас сегодня аудитория-то была бы
вновь избранные главы. Да, ну, не знаю. Знаете же, да? Да. Поэтому это не первое, наверное, выступление у вас будет и потом, и может быть с выездом на место, да? Районы, может быть, либо Минимущество будет уже в одну заниматься вопросом. Вот, к примеру, для того же Кабанского района, либо для среднестатистического, не знаю, ну и Волгинский район. Цена вопроса, если всю территорию района вот охватить этими кадастровыми, комплексными кадастровыми работами, сколько будет? Не высчитывали? Она рассчитывается по определенной формуле, исходя из количества объектов недвижимости, которые попадут в эти работы. Потом это общее количество объектов по всем субъектам суммируется и дифференцированно производится финансирование. То есть, допустим, один субъект запросил 1000 объектов, другой 100 объектов. Соответственно, финансирование будет разное. Ну, то есть предстоит сначала огромная подготовительная работа, потом в рамках всей России, да? Сначала в республике, потом вся Россия, потом все это на федеральном уровне будет делиться. Да. Поэтому вилка может быть либо 5%, либо, ой, как там, 95 и 70%. Да, вот я сейчас 70-95, по-моему. Да, ну, то есть в основном Да, основные расходы несет федеральный бюджет за счет субсидий. Ну, небольшую часть, естественно, либо субъект, либо муниципальный район. Вообще заманчиво? Безусловно, заманчивое положение. Да? Не то, что заманчиво, а надо сделать. А? Я, честно говоря, первый раз про вашу предстоящую работу слушал. Ну, устроено, мы, в принципе, собирались 2 раза с Минимуществом. Ну они как сейчас, так, ну в 2017 году тогда в бюджете рисовать эти цифры не надо, да, эти деньги? Это в 2018 году. В 2017 году мы уже не успели, Не успели. потому что мы должны были до 1 марта 2016 года Провести все работы. направить заявку. Понятно, да? Если мы хотим успеть в 2018 году, мы должны направить заявку до 1 марта 2017 года. Соответственно, если мы хотим в 2019 году, до 1 марта 2018 года. Ну, соответственно, да? Да, ну вот проблема, конечно, состоит в документах территориального планирования, в частности, в проектах межевания. Насколько нам известно, такие проекты во многих муниципальных образованиях не утверждены. Вот это, да? Ну да, то есть либо в составе земельно-населенных пунктов утверждается проект межевания в соответствии с градостроительным кодексом, если это будут земли сельхозназначения в соответствии с законом об обороте и так далее. Нет, ну вот у нас генплан района есть, да? Генплан Ой, есть. схема техпланирования района есть. Генпланы поселений есть. И еще дальше детальная должна быть. Да, 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 детально. дальше детализируется. Вот, То ли ты же земельщик, да? Тебе это ближе. Мы строитель. Я земельщик. А дальше что? Это детальная планировка? вообще у нас на сегодняшний момент правила землепользования застройки они утверждены Да. во всех муниципальных образованиях. Проекты планировки территории не во всех муниципальных образованиях. Вот у нас проблема по Кяхте была, мы по Кяхте подняли. В городе Кяхте проект планировки есть, он достаточно подробный. В принципе, вот эти проекты межевания, они могут быть как отдельным документом утверждены, так и в составе проекта территории. То есть, как приложение к нему. Ну да, это достаточно подробный документ, градостроительный, содержащий границы земельных участков, уже, которые планируется предоставлять в дальнейшем. Ну, для чего он необходим, для чего федеральный центр требует их? Для того, чтобы заказчик кадастровых работ контролировал исполнителя. То есть нельзя контролировать исполнителя без утвержденного проекта. Поэтому Еще вопросы, коллеги? Схема СТП, ну а как она увязана, я немножко чуть-чуть не понял вас. В основном, как называется документ, генеральный план поселения, да? Вот, в соответствии с этим документом, а СТП это является стратегическим документом, который планирует. Это для общего, А, для введения, так сказать, в систему документации.
вот эта комплексная работа, они будут выявлять и исправлять ошибки, да, возможно, то есть. Ну вот, как мы говорили, у нас 59% земельных участков, которые учтены, они без точного описания границ. То есть, если посмотреть на кадастровую карту, то у органа нет представления о том, какая территория занята, а какая когда-то отводилась гражданам. Имеется в виду, оно же севшие как ранее учтенные, да? Да, они Без как- описания границ. Да, точно. как ранее учтенные, то есть семантика есть об объекте, графики об объекте нет. Соответственно, невозможно четко спланировать свои действия. У нас нередки случаи, когда на кадастровый участок ставятся участки на том месте, где ранее в 90-е годы, 2000-е годы отводились земельные участки. И ставится по решению органов. Александр Викторович, весь район он должен вообще, по идее, все поделен быть, да? Землю сельхозназначения, землю промышленного использования и так далее. Скорее всего, да? Должно быть так? Ну, По идее. это условное деление. Но по идее. И по идее, Да да. не промышленная зона очень важна. Ну, вообще документ территориального планирования того и разрабатывается, чтобы территорию, Да, там же указывается. территорию разделить на функциональные зоны. То есть там, где у вас проходит железная дорога, Да. где планируются рекреационные, где там лечебные местности, ну, где земли сельхозназначения, где пастбища, да, где Ну, взглянув на карту нашего района, я думаю, зонирование, зоны. Александр Викторович, а границы района определены? Границы муниципальных районов, да? Они Вопрос внесены. заказан. Нет, вот я вчера на сессии выступал, ну, как бы мы первые, что участвуют в Прибайкальском районе. То есть, Мы уточняли, переделывали. конечно, и сейчас это же нужно будет делать, ну, возможно, и для всех. Когда правительство первый раз проводило работы, да, ну, и определили границы, потом мы пошли, ну, в связи с тем, что сейчас у нас там город Селенгинск. Пошло уточнение. Да. И все, и не совпали границы поселений, не совпала граница, допустим, ну, нашего крайнего поселения, которое граничит с Прибайкальским районом, не совпали границы районов, заново как бы заключали муниципальный контракт, выправляли границы, и сейчас это, ну, наверняка это будет, ну, практически у всех. Вот, пойдет такое смещение, скажем. Но хорошо, что у нас, ну, вот эти пересечения там, ну, это небольшие площади, а может где-то же получиться так, что и фактически это лес, ну, там, вот. Ну, Плюс-минус. если придерживаться темы нашей комплексной кадастровой работы, то вот эти несоответствия по границам, они не повлияют. Потому что в основном комплексная кадастровая работа предназначена для земель населенных пунктов. Там у вас, скорее всего, пересечение. Ну, понятно. По границам. А вот с соседними субъектами, с Иркутской областью, с Читой, Ну, на сегодняшний момент мы в Росреестре уточняли в Москве. Заявок от субъектов мало, а финансирование большое. не, границы субъектов определены, они как бы на карте. Ну, не на карте, или как на месте, Да, есть, да? да. Так, к нам вот подошел тоже Константин Владимирович Табинаев по муниципальному земельному контролю. В курсе, не в курсе вот насчет комплексных кадастровых работ? Ну да, как бы в курсе, то что Сейчас вот можете сказать, то есть знаете, не знаете, ваши компетенции, нет? То есть правительство Бурятии планирует вот участвовать в этой ФЦП, и в каком году вот эти комплексные работы будут? Заявки? да, там поручение было главы Республики Бурятия, то есть по этому поводу, да, мы с Минстроем отрабатывали, там заключается комплексный кадастр работы, же они же исходят от генпланов, территориального планирования. Вот у нас как бы в этом плане, ну, как бы, в общем, не так хорошо обстоят дела. То есть в сельских поселениях, населенных пунктов надо более детально прорабатывать генпланы и правила землепольной застройки, в том числе и проекты территориального планирования.
То есть в некоторых поселениях не предусмотрены вообще какие-то зоны, то есть вообще нет зон, хотя то есть по всем град документации они должны быть. Ну, вы районы-то собирали, специалистов собирали, либо замов? Это вот как бы давалось поручение Минстрою, вот по этому поводу я, конечно, не могу сказать. То есть политика градостроительная идет у нас Минстрой. Вот после меня как раз-таки выступает начальник отдела с Минстроем Месячичев. А этой неделе была еще видеоконференция. Как правильно пользоваться не. Да, то есть вот эти комплексные кадастровые работы, если там все заложится сразу в генпланах и в ПЗЗ, то, соответственно, вот эти комплексные кадастровые работы будут намного легче. А если сейчас их сразу начать делать, то у нас как бы состыковки будут с генпланом и с ПЗЗ. То есть, как бы, надо, это же фундаментальный документ. Актуальную карту поселения где можно заказать? Актуальную карту? Да, У вас АИС языка есть? То есть у нас Центр информационных технологий Республики Бурятия, это наше подведомственное учреждение, создали АИС языка, АИС имущественный земельный комплекс. Да? То есть там отображены космос-снимки и фотопланы сельских поселений, и на них накладываются сведения государственной кадастровой недвижимости. То есть по ним можно сразу определить, сколько земельных участков стоят на кадастровом учете, сколько там, то есть ранее учтенные участки. То есть, и из этого можно уже вычислить, сколько по поселениям не оформлены. И как бы... Хорошо. Прошу, Василий Ильич, отдельно сейчас. Еще к Александру Викторовичу есть вопрос, пожалуйста? Я так точно, да, карта должна быть, такого сомнения нет. Да? А вот был бы зоолог, который будет полезно, есть у нас какая-нибудь фиксируется, как-то нет? На каком сейчас конкретно должен работать машина, все отведено? В нашем ведомстве у нас это не к нашему ведомству. Это скорее всего, в Минприроде, геологам, да, геологический как Роснедру, это не их тема. У них поверхность шарика нашего. Я поэтому спрашиваю. Недра другие министерства. Хорошо, если нет вопросов, спасибо большое, Александр Викторович, за вашу... Инициатива должна исходить от органов местного самоуправления. Понятно, что органы местного самоуправления торпедировали правительство, Минимущество, совместно с вами начали работать. Да, мы готовы оказать любую помощь. Спасибо за ваш содержательный, емкий доклад. Спасибо за внимание. Спасибо. Далее, Константин Владимирович, пожалуйста. Главный специалист-эксперт отдела землеустройства Министерства имущественных земельных отношений. У вас слайд-шоу есть? Нет, слайд-шоу нет. Надо было бы. Ладно. В следующий раз надо будет сделать. Хорошо? Спасибо. Сегодняшняя тема у меня будет о нововведениях, о проведении муниципального земельного контроля. В общем, последние все изменения. Согласно Конституции Российской Федерации, земли и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях. Создание благоприятной среды жизнедеятельности жителей муниципальных образований составляет основу деятельности функциональных и территориальных органов местного самоуправления. Эти конституционные принципы являются основой и приоритетной для организации муниципального земельного контроля. Загрязнение, захламление, нарушение земель и других негативных вредных воздействий противоречит самой сути вышеуказанным нормам. От продовольствия и безопасности населения степень и характер участия разных слоев общества в управлении государством и формирование бюджетов устойчивого развития городов и сельских поселений. В целом социальный климат зависит от не совсем в основном, но огромную роль играет в проведении муниципального земельного контроля. Дальнейший рост городов, поселений и соответствующее увеличение площадей использования земель под застройку увеличили и количество пользователей земель, и, следственно, увеличилось значение самого муниципального земельного контроля. На сегодняшний день количество земельных правонарушений увеличивается. В основном за последние годы со стороны граждан значительно возросло число нарушений земельного законодательства, правил застройки и благоустройства территорий, которые выражают в большинстве случаев самовольном занятии земельных участков под строительство жилых домов.
Кроме того, участились случаи использования правообладателями земельных участков на землях сельхозназначения несоответствие с их целевым назначением, либо вообще неиспользованием, что приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, их зарастанию. Причиной этого всему является в первую очередь отсутствие со стороны органов местного самоуправления ненадлежащего муниципального земельного контроля. Как по информации органов местного самоуправления, в 2015 году в отношении 801 земельного участка на территории республики осуществлено муниципальный земельный контроль. Выявлено из них 230 нарушений. Вместе с тем, органы местного самоуправления направило в управление Росреестра, в отдел земнадзора, всего 111 материалов в связи с выявленным в ходе проверок. По 14 муниципальным образованиям материалы проверок в органы Госземнадзора не поступали. Поскольку законодательством предусмотрено обязательное направление указанных материалов проверок в структурные подразделения территориального органа федерального Госземнадзора по соответствующему муниципальному образованию. Учитывая массовость земельных нарушений, полагаем, что в данных муниципальных образованиях, в общем, не совсем проведена эта работа. Кроме того, за первое полугодие 2016 года по информации Росреестра также наблюдается аналогичная картина, то что по муниципальному земельному контролю проводятся, но не все материалы направляются в Госземнадзор. В целях совершенствования Госземнадзора и муниципального земельного надзора в исполнении поручения президента Российской Федерации от 26 октября 2012 года номер ПР 2869 по законодательной инициативе правительства России принят федеральный закон номер 234 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Данным законом утверждена новая редакция главы 12 Земельного кодекса, определены понятия государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля, права должностных лиц, уполномоченных на осуществление данного надзора. Кроме того, указанный закон отделил полномочия субъектов Российской Федерации по установлению порядка осуществления муниципального земельного контроля. В целях реализации данного положения правительством Республики Бурятия принято постановление от 29.12.2014 года номер 679, вступившего в силу с 1 января 2015 года, которым утвержден данный порядок, распространяющий свои действия на всю территорию Республики Бурятия. При разработке указанного постановления принималось во внимание единство подходов и к осуществлению как муниципального, так и государственного земельного надзора. Тем самым учитывалось положение статьи 71 Земельного кодекса о государственном земельном надзоре для принятия аналогичного порядка в отношении муниципального земельного контроля. Так, указанное постановление правительства Республики Бурятия предусматривалось обязательное применение в отношении граждан при осуществлении муниципального земельного контроля положений федерального закона 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении Госземнадзора. Вместе с тем, с указанным законом установлены ограничения по осуществлению муниципального контроля, не дающие органам контроля оперативно реагировать на факты нарушений земельного законодательства, выявлять и пресекать нарушения требований земельного законодательства на решение на раннем этапе. Установлен закрытый перечень оснований для проведения внеплановых проверок, обязательное согласование с органами прокуратуры ежегодных планов проверок, обязательное присутствие самих проверяемых лиц при проверке. Кроме того, при осуществлении муниципального земельного контроля возникло немало вопросов по применению отдельных положений данного федерального закона в отношении физических лиц, поскольку некоторые нормы специфичны и применимы только к юрикам и индивидуальным предпринимателям, но не в отношении граждан. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Бурятия при осуществлении муниципального земельного контроля по результатам проведенного соответствующего анализа положений органов государственного надзора, органов прокуратуры по инициативе Минимущества и правительства Республики Бурятия принято постановление от 15.03.2016 номер 91, в котором внесены изменения в указанный порядок.
Изменения в первую очередь были направлены на упрощение мероприятий, связанных с проведением муниципального земельного контроля в отношении граждан, которые занимают большую часть нарушителей. Теперь проверки соблюдения требований земельного законодательства гражданами в отношении объектов земельных отношений проводятся без разработки планов проведения проверок. Отсутствует необходимость согласования с органами прокуратуры проведения проверок в отношении граждан. Отсутствует необходимость участия граждан при проведении проверок. Также исключено из порядка понятия плановой и неплановой проверки. Установлены основания для проведения проверок. Так, основанием для проведения проверок является поступление в органы муниципального земельного контроля обращений, заявлений граждан, юридических лиц, информация от органов госвласти, органов местного самоуправления, также и средств массовой информации о нарушениях требований земельного законодательства. Выявление при проведении плановых рейдовых осмотров обследований объектов земельных отношений. Владимир, извиняюсь, перебью. Давай по простым своим языком, какие новшества были, как мы со мной разговаривали, помнишь, у меня какие новшества, что с 1 января переходит, что в бурятском законе поменяли. Вчера сессия была, да? Да, вчера сессия была, приняли изменения, то что, все знаем, что сейчас полномочия на данный момент по республике у поселений по проведению муниципального земельного контроля. В связи с этим в земельный кодекс были внесены изменения по поводу передачи полномочий обратно районам. Так, вчера, получается, на сессии было принято постановление, в котором говорится то, что эти полномочия обратно переходят на уровень районов. Закон принимается, не постановление. Закон, извиняюсь. Тем самым, то, что все полномочия, те соглашения, которые были заключены с поселением, да, в некоторых районах, то есть половина районов у нас муниципальные районы заключили соглашение с поселениями о проведении муниципального земельного контроля. То есть после вступления в законную силу этих изменений вы уже можете их прекратить. Предполагается, когда вступит в силу? Так, где-то в середине декабря, уже с 1 января, там уже с середины декабря вступит в силу, и там после этого у вас 3 месяца есть на все корректировки нормативных правовых актов под вот этот закон. То есть в течение 3 месяцев. Также появилась новая форма контроля, это плановые рейдовые осмотры. То есть вами составляется план, в котором предусмотрены рейдовые осмотры. Рейдовые осмотры понимается, что орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, выходит в поселение и уже по предварительным данным обследует территорию. Не конкретно какой-то участок, а, например, все поселение. То есть по результатам этого рейда уже выявляется нарушение, и после чего уже осуществляется сам муниципальный земельный контроль. После этого уже направляются эти материалы в Госземнадзор. Такими методами вы можете, то есть поселение, более действенно контролировать и выявлять нарушения, то есть побыстрее, чем раньше. Также хотелось попросить, в половине районов у нас по поводу административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля не принято. Сейчас на данный момент в поселениях и вот эти изменения, о которых я говорил, тоже не приняты на уровне муниципального района. Важны регламенты Да. по земельному контролю? Да. Административный, мы создали модельный админ-регламент, он у нас также на сайте висит в разделе «Земельные отношения». Там можно их скачать, посмотреть. Мы уже в этом году летом и осенью дважды направляли эти админ-регламенты в ваш адрес. Но по последней информации там не полностью работа проведена. Также, что касается по управлению, распоряжение земельными участками также переходит с 1 января 2017 года на
уровень районов, за исключением городских поселений и округов. То есть поселение полностью переходит на уровень района по распоряжению земельных участков. Это федеральный закон, да, по-моему? Да, это вот внесли изменения в статью 3.3 о введении в действие Земельного кодекса номер 137 ФЗ. То есть, как раньше было, то есть район, что распоряжается, так сейчас и все это происходит. За исключением, как еще раз говорю, городских поселений и округов. То есть Каменск, Бабушкин, как было, так и остается, правильно? Да, как было, так и остается. Так, у вас какие конкретные уже вопросы по практике? Пожалуйста, вопросы. Мы еще хотели... Распределение по доходам, по уровню бюджетной системы, земельный налог и аренда остаются в прежних пропорциях? Да, прежний. Прежних, да? Это не меняется? Нет. И еще хотелось бы по поводу земельного контроля. Мы сейчас сельхозакадемии отрабатываем по проведению практического семинара. Мы хотим именно по самой практике проведения земельного контроля провести. Когда, То есть, когда это будет? так, это будет уже где-то в декабре. То есть мы уже предварительно с Россельхознадзором писали выпуск, они уже согласны. Сельхозакадемии тоже согласны. Вот сейчас вот ждем от управления Росреестра. Именно вот мы хотим пригласить практиков, специалистов, чтобы на практике пояснили, как вообще, ну то есть те же самые протокола составляются и как это все архивируется. Так, еще вопросы, пожалуйста. Вот по языка, где можно получить вот, ну, не то, что информацию, а обучение. Доступ? Допустим, вот я вновь вступивший, я вообще в муниципалитете человек новый. Ну вообще все районы, все поселения подключены. Вам просто... Кяхтинский район. Да, у вас есть, у вас там вы... Я просто говорю, здесь подучиться ли там, вот, они пройдут курс, да, это как, чтобы я тоже, ну, хотя бы. У нас, в общем, то есть консультации дает Центр информационных технологий от Республики Бурятия. Это наше подведомственное учреждение. К сожалению, номеров у меня с собой нету, да. Вы можете, к нам позвонить уже, мы вас перенаправим. Свой номер дайте. Ладно, запишите 21 97 38. То есть они вас установят вам, именно на ваш компьютер, это ТАИС языка, и как бы обучат. День министерства же был, да? Был. Вообще, вот, то, что Леонид Николаевич спросил, там, да, земельный налог остался там нормативом 100%, как и был за поселением. То, что касается арендной платы, если вот как бы этот вопрос обсуждать, и я думаю, его надо выносить, все-таки 50% за сельскими поселениями нужно оставлять, поскольку все равно они работу ведут. Мы так или иначе, или в виде межбюджетных трансфертов назад не возвращаем, чтобы у них была заинтересованность. План 100 рублей, собрал 200, ты все равно получишь 50%. Иначе у них как бы нет заинтересованности. Да, это мы, конечно, понимаем, уже неоднократно мы писали туда, в Минэкономразвитие, но пока по этому поводу у нас ответа никакого ясного. Видите, они какие перегибы. Вот мы писали это 6-го года передать право распоряжаться землями поселения. Ну, сколько лет ушло, за это время, в принципе, земли все раздали, передали поселению, а доходы как бы отдали в район. Ну, вообще было Такая заинтересованность у поселения. Никакой логики не было. Вообще вот, из крайности в крайность как бы. Ну, это вот тоже норма, то, что по поводу поселения распоряжаться тоже недолго было. Сразу же все субъекты начали писать. Ну, по поводу доходов так и... Хорошо, еще вопросы? Так, дни министерства у вас же регулярно проходят, да? Да, 4 района у нас осталось. Вот. Кяхтинский, как последний, в декабре собирается, по-моему. А в Баргузине были? В Баргузине вот буквально на той неделе были. Были у вас? Земельное имущество были? Баргузин. Баргузин, Карумкан, Да, да? да. А севера, как Мышский, Северобайкальский район? Вот туда в прошлом году были, Северобайкальский. А в Мышском районе? В Мышском, по-моему, не было. Глава района. Он вас приглашает? Александр Евгеньевич, Лично приезжайте, пожалуйста. если проведете со мной занятия,
Хорошо, охотная часть. То, что я спросил у предыдущего оратора. Спасибо. Ну, спасибо, Константин Владимирович. Ну, мы вас будем постоянно приглашать. У нас еще на следующей неделе будет работа с кадровым резервом. Там есть, нет? Имущество задействовано? Нет? Ну, на будущее все равно как бы со слайдами. И вот предыдущие коллеги у нас поразили тем, что есть и информацию дают на бумаге. Плюс еще слайдовое сопровождение, практически каждый рисунок наглядно показывает, разъясняет, раскрывает картину. Хорошо, учтите, пожалуйста. Спасибо. Алина Мучетимаевна Бутова, замначальника отдела межбюджетных трансфертов Министерства финансов Республики Бурятия, расскажет о практике осуществления этих самых межбюджетных отношений в республике. Лев Николаевич, мы не нужны, да, больше? Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. В первом чтении закон приняли, да? Так, а я дальше куда? Пробел. Добрый день, уважаемые участники семинара. Система межбюджетных отношений в Республике Бурятия предполагает координацию деятельности региональных властей и органов местного самоуправления, городских округов, муниципальных районов и поселений, расположенных на их территории. В Республике в настоящее время осуществляет местное самоуправление 287 муниципалитетов. Из них статусом городского округа наделены 2 муниципалитета, статусом муниципального района 21 муниципалитет, статусом городских поселений 16, статусом сельских 248 муниципалитетов. Межбюджетные отношения основываются на принципах четкого разделения расходных полномочий, стабильного закрепления доходных источников, объективного и прозрачного бюджетного выравнивания, стимулирующего развивать налоговый потенциал местных бюджетов и осуществляется в соответствии с законами. Но все вот эти законы, которые вы видите, да, на слайде, они разработаны в соответствии, конечно, с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации. Это закон Республики о бюджетном процессе, о межбюджетных отношениях, это самый основной наш, скажем, базовый закон о межбюджетных отношениях в Республике Бурятия. Закон о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями, в частности, по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета. Ну и также закон Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как я уже сказала, предоставление финансовых ресурсов служит задачей обеспечения бюджетных муниципальных образований средствами на исполнение собственных полномочий, стимулирование достижения приоритетов, установленных субъектами Российской Федерации, а также для обеспечения бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения переданных полномочий. Для решения каждой из задач в рамках межбюджетного регулирования в республике используются соответствующие инструменты. Вот на слайде мы видим, первое – это закрепление нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов. Далее предоставление межбюджетных трансфертов, это основной наш инструмент, да, и наших взаимоотношений, и предоставление бюджетных кредитов. Эти инструменты позволяют органу государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечить местные бюджеты доходами, необходимыми для выполнения собственных и делегированных полномочий. Закрепление нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов регулируется нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. Согласно статье 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, этой статьей закреплены полномочия субъекта. Субъект Российской Федерации может что делать?
устанавливать единые для всех муниципальных образований одного типа, то есть одного типа означает муниципальные районы, городские округа, сельские поселения, городские поселения, если применительно к нашей республике. Именно нормативы отчислений от отдельных федеральных или региональных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации. Также право дано субъекту устанавливать дополнительные нормативы отчисления в местные бюджеты от НДФЛ, который тоже подлежит зачислению в субъект республики, то есть в субъект Российской Федерации, конкретно наш республиканский бюджет. А также установлена этой статьей 58 обязанность установить дифференцированные нормативы отчисления в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты. Ну, эта норма введена с 2014 года. Для вас, если вы представители сельских поселений, да, то такая же норма закреплена в бюджетном кодексе для муниципальных районов. То есть 63 статьей БК, это полномочия муниципального района, дано право устанавливать единые для всех городских поселений и отдельно для городских сельских поселений нормативы отчислений от отдельных федеральных, региональных или местных налогов, на которые подлежат зачислению в бюджет муниципального района. То есть в части тех платежей, которые поступают в район, они также имеют право установить своим муниципальным правовым актом вот эти единые нормативы отчислений. Дополнительные, это я вам сказала о единых нормативах отчислений. Дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ, согласно статье 58 Бюджетного кодекса, субъект может устанавливать только в части, подлежащей зачислению в субъект, то есть в республиканский бюджет, да, и на следующих условиях. То есть порядок устанавливается статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса при распределении, расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. То есть для этого при формировании бюджета, при составлении бюджета, да, по согласованию с представительными органами муниципальных образований часть дотации или вся, в зависимости от расчета, может быть заменена вот этими дополнительными нормативами отчислений в бюджет субъекта. Ну, в равной, как говорится, сумме. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц устанавливаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, но на срок не менее 3 лет. Изменение указанных нормативов в течение текущего года не допускается. Но я хочу сказать, что в республике право установления единых нормативов, дополнительных нормативов у нас реализуется. Вот части, то, что я уже вам сказала, установление единых нормативов, если вы посмотрите закон о межбюджетных отношениях, то статьей 3 у нас установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц. Для муниципальных районов это 20%, для городских округов 10% отчислений от НДФЛ. Норма по установлению дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы тоже реализуется. Да? Если вы знакомились с проектом, вот так как вы вновь избранные главы, да, с проектом бюджета на 17-19 годы, да, то вы видите, есть отдельное приложение, в котором устанавливаются дополнительные нормативы отчислений, и те суммы отдельным приложением, которые вот эти нормативы составляют уже в
суммовом выражении. То есть и часть дотаций заменяется вот этими дополнительными нормативами отчислений. В соответствии с пунктом 5, то есть у нас вот на 2017 год ряд муниципальных образований, а их в количестве 7 муниципалитетов, дали свое согласие на замену дотации вот этими нормативами отчислений. Конечно, каждый представил свое решение, там кто 65%, кто там 50%, но нынче мы изменили подход в связи с тем, что есть, ну, как бы скажем, проблема по доходам республиканского бюджета, да, и вот в целях сохранения доходной базы, в целях соблюдения параметров по предельному размеру муниципального долга, размеру дефицита республиканского бюджета, мы в этом году при формировании бюджета на 17-19 годы сделали расчет, то есть мы определили предельный размер возможного замещения части дотаций. Вот эта норма, она установлена тоже статьей 58, в которой сказано, что субъекты обязаны установить единые или дополнительные нормативы от НДФЛ, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 15% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от этого налога, то есть от НДФЛ. Здесь мы вот провели расчет, то есть расчет производится на основе прогнозных данных, исходные данные нам дает Министерство экономики, просчитали, чтобы выполнить вот эту норму, да, зачисление в местные бюджеты не менее 15%, мы посчитали 15,2, и эта сумма составит 191 миллион. Поэтому мы уже в проекте бюджета на 2017 год установили свои, отличные от тех направленных к нам уже решений представительных органов муниципальных районов. Вот на следующем слайде можно увидеть, что дали согласие 7 муниципалитетов, это Баунтовский район, Жибинский, Заиграевский, Мурский, Акинский, Северобайкальский, Тарбагатайский районы. И как вот если в первой графе мы видим, это уже те нормативы, которые они приняли в себя, да, что вот мы хотим заменить на 65%. Почему на 65%? Дело в том, что 35% они уже утверждены как бюджетным кодексом, нашим законом о межбюджетных отношениях 35%, да, а 65% они поступают в регион. И вот мы вот свою часть, которая поступает в регион, да, вот эти 65 от НДФЛ, мы, вот, допустим, для Баунтовского района планируем 23, в Жибде 23, то есть это вот все расчетным путем. В итоге, когда вот эти проценты от прогноза составят сумму 191 миллион 711 тысяч. Следующее. Так. Зачисление в местные бюджеты не менее 10% доходов от акцизов на ГСМ. Статьей 58 ВК установлена обязанность, если по двум, скажем, по единым и дополнительным нормативам это как бы право, то есть субъект может использовать право, может нет. А уже установление дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на ГСМ, это уже обязанность. И мы должны установить в пределах то есть 10% налоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от этого налога. То есть берется прогноз поступления акцизов в субъект, да, то есть консолидированный бюджет республиканский, и от них не менее 10% должны зачисляться в местные бюджеты. И вот обратите внимание, проект, когда будете смотреть бюджета, да, там есть отдельное приложение, в котором устанавливаются вот эти дифференцированные нормативы отчислений. Они в целом составляют 10%, а в разрезе муниципалитетов там составляют 0, и дальше после запятой где-то 10 знаков.
Вот это как раз есть те нормативы отчислений, по которым зачисляются поступления акцизов от нефтепродуктов. Но, значит, эти нормативы, значит, устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, общего пользования муниципальных образований. Так, и основанием для предоставления их нормативов является осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов в сфере дорожной деятельности. А вы, как знаете, в связи с разграничением полномочий, да, в 2014 году закон был принят, внесены изменения в 131 ФЗ, где часть полномочий в вопросах местного значения поселений были переданы муниципальным районам. Поэтому теперь вот эти дифференцированные нормативы отчислений устанавливаются для районов, городских округов и городских поселений. Межбюджетные трансферты. Следующее, ну, как я вам уже называла, да. Так, обратно я эскейп должна сделать. Да? Дальше. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации. Согласно статье 135 Бюджетного кодекса, из республиканского бюджета, я говорю, из бюджета субъекта Российской Федерации, местным бюджетам могут быть предоставлены межбюджетные трансферты в следующих формах. Значит, в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, включая городские округа, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов городских округов, дальше в форме субсидий местным бюджетом, в форме субвенций местным бюджетом и в форме иных межбюджетных трансфертов. То есть вот по этим формам предоставляются межбюджетные трансферты из республиканского бюджета. Ну, теперь, в частности, остановимся более подробно. Да? Это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Вы все являетесь главами поселений, да? И районов тоже. Ну, то, что касается дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, то они предоставляются в целях выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Законом субъекта Российской Федерации, это все вот в рамках статьи 137 ВК, да, законом субъекта устанавливается порядок образования фонда, порядок распределения дотаций, это вот все на слайде видите, порядок расчета и установления дополнительных нормативов от НДФЛ, заменяющих часть дотаций с фонда. Из 2014 года порядок определения критериев выравнивания финансовых возможностей поселений, включая городские округа. Методика распределения дотации производится исходя, ну то есть как установлено в ВК, может производиться исходя из численности населения в расчете на одного жителя или бюджетной обеспеченности. Распределение дотации может осуществляться непосредственно субъектом, либо путем наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по расчету и распределению дотаций. Вот здесь я скажу, что у нас вот это право, да, расчета распределения дотаций бюджетом поселений передано субъекта на уровень муниципальных районов. Это все у нас утверждено законом Республики Бурятия, я выше уже говорила, это закон о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Бурятия государственными полномочиями органов государственной власти Республики Бурятия по расчету и распределению дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета. Поэтому
вот в республиканском бюджете, в проекте, да, вы увидите распределение поселений, то есть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений только двум городским кругам. То есть у нас получателями являются город Северобайкальск и город Улан-Удэ. Там небольшие суммы. Расчет распределения осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной законом Республики Бурятия о межбюджетных отношениях Республики Бурятия. Вот здесь я, наверное, сразу отмечу, что мы передаем любые полномочия, чуть пониже, когда дойдем до субвенции, вот любые переданные полномочия, финансовое подкрепление осуществляется за счет субвенций. И вот для того, чтобы районы производили расчет распределения дотаций уже из своего фонда, мы им отдаем финансовые средства, там небольшие суммы субвенций для расчета и распределения дотаций. Но уже в бюджете муниципального района за счет наших субвенций, да, и плюс за счет собственных доходов муниципального района образуется районный фонд финансовой поддержки поселений. И там уже они, то есть они сами придумывают методику, они часть этого фонда за счет средств субвенции распределяют дотации. Вы тоже у себя, наверное, увидите потом в бюджете района, что дотации они состоят как бы из двух частей, да, за счет субвенций. Они рассчитываются по методике, утвержденной законом о наделении полномочиями. А другая часть, она более существенная, да, это за счет собственных доходов района муниципального. Но они распределяются по методике, которая утверждена законом Республики Бурятия о межбюджетных отношениях. То есть они придумают единой методикой. Далее, что касается... Владимир Ильич, может быть, вот это все как бы теоретические, да, знания, бюджетное законодательство, наше порядковое законодательство. Какие-то новшества на 2017 год, на трехлетний период, этот спорный момент по городу Улан-Удэ, вот какие-то новшества или какие-то нововведения. Вот об этом расскажите, пожалуйста, и вопросы-ответы, может быть, в такой форме. Ну хорошо, то есть вам уже, то есть для вас эта информация уже известна. В принципе, хорошо? да. То есть вы тогда, прекрасно. То есть теоретически подкованным нужна практическая такая основа. Практическая. Но практическая, она, видите, как раз это взаимодействие уже поселений, органов местного самоуправления поселений, с органами местного самоуправления муниципальных районов. Вы там уже должны найти общий язык, они вам должны обеспечить. Почему вот мы передали полномочия? Потому что если мы берем, то вот распределение, как скажем, оно неравномерно идет, да, то есть уже район у себя на уровне, они помимо вот этих дотаций могут предоставлять еще межбюджетные трансферты в форме иных межбюджетных трансфертов. То есть могут предусмотреть... Предоставлять району, да, получается? Мы им как раз, я хотела в следующую часть своего выступления рассказать о том, как мы даем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности только уже муниципальным районам, городским округам, да, а они уже за счет тех дотаций формируют свой фонд, который, мы говорим, за счет собственных средств, да, и дальше они по методике распределяют. Но если получается дисбаланс, то есть недостаточно той дотации, тех доходов, которые поступают именно в бюджет поселения, тогда они могут вас сбалансировать путем предоставления иных межбюджетных трансфертов. Но там они уже правы разработать свою методику. То есть это их полномочия, и мы им передали эти полномочия. Но то, что касается новаций при формировании межбюджетных отношений Республики Бурятия, при формировании проекта бюджета на 17-19 годы, то скажу следующее.
Ну, дотации поселениям, они также остались. А вот то, что касается дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, у нас вот есть новации. Показала вам уже расчет, да, вот в части замены части дотации дополнительными нормативами отчислений. Вот эта новация, если до, ну, включая 2016 год, мы принимали все решения представительных органов по установлению этих, если они писали, что вот мы хотим 65%, и если по расчетам получалось, что да, им можно передать эти 65%, то мы полностью их передавали. В этом же году, вот я сказала, есть у нас ограничения по предельным размерам дефицита республиканского бюджета муниципального долга, поэтому мы рассчитали предельный объем части дотаций, которую можно заменить, да. Это вот одна новация. Следующая новация, если вы посмотрите проект бюджета на 2017 год, вот районный, потому что все равно поселение же зависит от этих объемов, то вы увидите, что ну, районы в первую очередь видят новое распределение дотаций. То есть у кого-то в плюс, ну, сравнивая с уровнем 2016 года, у кого-то в минус. Так, а можно вот вас, у меня-то есть слайды, я тоже недавно был семинар, могу вам наглядно показать. Надо это тогда закрыть, раз это не актуальная уже тема. Так. Можно пока задать один вопрос? Вот предельная норма 65% замена дотации на НДФЛ, она может теперь в данное время отрегулироваться не 65, а намного ниже, еще меньше. Вот, я вам уже слайд показывала, да, вот 7 районов, которые заявили, дали согласие на замену части своей дотации доп. Нормативами от НДФЛ, да, то мы им установили, вот если они там балл пишут 65 мы хотим, мы им устанавливаем 23%. То есть видите как, получается вот эти 191 миллион 711 тысяч, которые мы посчитали, чтобы вот выполнить вот эту норму не менее 15% зачисления именно НДФЛ в бюджеты муниципальных образований, то вот это предельный размер, да, и мы там пропорционально раскидали вот по 7 муниципалитетам. И все. Если мы ну, пойдем на согласие, допустим, Баунту, да, скажем, 65 устанавливаем, тогда вот это будет не 191, а больше сумма. А мы говорим, чтобы передать, а это же доходы республиканского бюджета НДФЛ, то есть мы ту часть, которая поступает в республику, мы отдаем в районы, да, и у нас получается дисбаланс, то есть доходы уменьшаются у республиканского конкретного бюджета, соответственно, должен измениться параметр дефицита. Также, раз доходы уменьшаются, значит, мы должны уменьшить дефицит. А уменьшить дефицит мы тогда должны за счет расходов. Ну, то есть разные вариации, там есть источники. Просто, так как она тема уже другая, ее нужно как бы предварительно еще рассказать, что из чего складывается. Так. 31. Так, изменения бюджетных отношений. Вот как раз это проект бюджета на 17-19 годы, да, вот, установлено распределение дотаций городским округам, муниципальным районам. В итоге, видите, 2,625 мы распределили. А вообще у нас Республиканский фонд финансовой поддержки составляет 2 миллиарда 800. А мы вот видим распределение 2 миллиарда 625. Вот это как раз разница 191, это замена части дотации. Первая инновация. Все мы, конечно, действуем в рамках бюджетного кодекса, и нам бюджетный кодекс запрещает снижать объемы дотаций бюджетом районов, городов. Да? Если у нас бюджет на 14, 15, 16 да, был принят, то вот то распределение дотаций на последующие 2 плановых периода, они не должны быть ниже, чем, ну, уже на очередной финансовый год, допустим, не должны быть ниже того, что было
в том законе на плановый период. То есть если, так как у нас бюджет на 2016 год принят на 1 год, у него не было планового периода, то мы уже на 2017-2019 годы при расчете дотаций использовали исходные актуальные данные. То есть вот чтобы сохранить норму, не понижать объем дотаций нашим районам, мы в течение 3 лет не меняли исходные данные. И у нас получалось, что вот как было изначально приняты данные на 1 января 2013 года, так оно у нас и шло распределение. А теперь, чтобы избежать этой ситуации, ну, во-первых, сразу многие вот потеряли, да, отклонение, если видите, у нас же вот 2816 это объем республики, ну, этого фонда республиканского. И если меняются, актуализируются данные, а расчет там завязан на численности населения и на изменениях тарифа потребления коммунальных услуг, то вы здесь видите плюсы и минусы. Наибольший плюс получает у нас и Волга, Тарбагатай, да? А причина-то отклонения служит вот как раз изменение численности. Изменение численности дали им скачок. А плюс за счет минуса другим районам. И вот у кого минусы, значит, у них было падение численности. То есть если бы фонд рос, не был 2800, а бы там каждый раз индексировался, тогда бы мы, может быть, и не заметили вот этих изменений исходных данных. А так как у нас фонд остается, то вот эти плюсы одним районам оказываются другим районам. Это что, в GD и в Кяшке у нас еще падение населения пошло? Ну так получается основном. Давайте следующий вот как раз слайд, да, мы видим изменения по численности. Вот смотрите, если вас интересует Кяхтинский район, то у них сокращение численности на 1091 человека, да? А вот в Волге идет рост на 8270, поэтому это вот одна из причин. Следующие тарифы. Но тарифы в основном у всех идут очень большим ростом. Это опять касается только районов. В городе Северобайкальске оно на снижение. Поэтому снижение численности плюс снижение тарифа, они дали им более существенное снижение объема дотаций по сравнению с тем, что было им предусмотрено и уже предоставлено в 2016 году. Это какие тарифы? На Коммуналку, да? В расчете у нас это не применяется. Методика, она такая вся формализована, очень большая, с большим количеством коэффициентов. И, конечно, вот эти они потихоньку, но основные два показателя, которые влияют. И из-за того, что фонд один, идет внутри перераспределения. Вот этот расчет я уже вам показывала. Вторая инновация, что вот мы ограничили доп. Нормативы от налога на доходы физических лиц. И если предыдущий слайд смотрели, я вам показывала, да, на плановый период, то есть на 18-19 годы мы предусмотрели нераспределенный резерв дотации на уравнивание бюджетной обеспеченности. То есть, что при формировании уже бюджета на 18-20 годы, да, чтобы мы не увидели снижение объема дотации, который вот был предусмотрен в этом бюджете 17-19 на 18 год, не был ниже того, что мы просчитаем на 18 год. То есть это тот резерв, ну там по ГК сказано, что мы можем установить не более 20% от общего объема, нераспределенный резерв уже в плановом периоде. Ну, скажем так, чтобы соблюсти нормы бюджетного законодательства. Так, ну, вот эти только вот такие инновации были по бюджету 17-19 годов. С этим по УСНО, по городским инициативам. Ну вот я хочу сказать, что вчера началась сессия, да, были поставлены вопросы рассмотрения внесения изменений в закон о республиканском бюджете на 2016 год. Вот, так как вчера не успели рассмотреть эти вопросы, сегодня до обеда были рассмотрены наши два законопроекта.
это вот о внесении изменений в бюджет на 2016 год в первом-втором чтении принят. Ну, что там положительное для муниципальных образований, это распределение и предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов. Ну, это болезненный вопрос. В общем, сумма там 327 миллионов предусмотрена. И она предусмотрена, там методика, она звучит таким образом, что мы как бы попытались балансировать бюджеты по социально значимым и первоочередным расходам. У нас с 2009 года ежегодно проводится рассмотрение параметров местных бюджетов, в частности Министерства финансов с 2009 года, а вот нынче уже второй год мы проводили рассмотрение уже на бюджетно-балансовой комиссии при правительстве Республики Бурятия, где каждый муниципалитет предварительно все показатели согласует, представляет Минфин, затем суммы несбалансированности по вот этим трем статьям: заработная плата, оплата коммунальных услуг и приобретение твердого топлива берется как бы за основу. И мы говорим о том, что муниципальное образование должны идти на какие-то мероприятия по увеличению доходов, может быть, по оптимизации расходов, чтобы сбалансировать свои бюджеты, ну и выполнить свои вопросы местного значения. Конечно, мы понимаем, что доходов недостаточно, тем более в условиях, когда идет снижение и в республиканском бюджете, да, с которого вы как раз получаете межбюджетные трансферты. Но тем не менее, вот сейчас на ноябрьскую сессию было предусмотрено предоставление, сегодня закон принят. Что касается закона на 17-19 годы, то он тоже принят в первом чтении. В первом чтении утверждаются основные параметры республиканского бюджета. Но то, что вот уже заявлено, по ним пока поправок нет. Так, вопрос, пожалуйста. По закону, так, у нас вышли группа депутатов, то, что вы спрашивали по законопроекту по УСНУ, да, как раз я в начале своего выступления говорила, что одним из инструментов межбюджетного регулирования является закрепление налогов, да, и сказала, что законом о межбюджетных отношениях у нас закреплено, установлены единые нормативы отчисления для городов и районов от НДФЛ. Группа депутатов на вот эту ноябрьскую сессию внесли законопроект по установлению единых нормативов отчислений от налога, взимаемого по вот этой упрощенной системе налогообложения. Они предложили передать районам 50%, ну, то есть и районам, и городским округам 50% поступления от этого УСНО. Но мы провели, конечно, расчет, проводили, прогноз нам дали Минэк, там 1 121 миллион. И если, ну, как бы вот эта оценка передачи 50%, это 560 миллионов. Но, как я вам уже сказала, что передача вот этих доходов, это же идет падение доходов республиканского бюджета. Ну, чисто технические доходы, а теперь мы забираем, отдаем к муниципалитетам. Ну, это я как бы говорю, если бы вступил в силу этот закон, но я сразу скажу, что его сегодня не рассматривали, либо его отклонили и не будут рассматривать. А так вот предполагалось и проводились дебаты, что вот надо поддержать, но там, если посмотреть само распределение, да, то из этих 560 миллионов 445, конечно, идет городу Улан-Удэ. А для того, чтобы передать, да, вот эти УСНО, то есть это неравномерная налогооблагаемая база. То есть все сосредоточено в городе, конечно, они будут являться получателями. И если поработают хорошо, так что передать по УСНО 50%, а дальше уже зависит. Видите, в чем преимущество закрепления вот этих нормативов? В том, что муниципалитет сверх того, что получит, это остается в бюджете. Если он будет вести работу, да, там, по вот этой базе своей налогооблагаемой, там развивать предпринимательство, все, да, вот, оно потом поступит
только в отношении 50%. То есть если было 100, значит 50 идет в регион, 50 муниципалитеты, а если вы соберете не 100, а 120, то уже уйдет туда 60 и вам 60. То есть в равной пропорции. Так, в основном главное. Да, а там, конечно, но видите, как его сразу почему не примешь? Потому что для того, чтобы передать доходы, нужно будет возместить параметры республиканского бюджета. Доходы влияют на размер дефицита, влияют на предельный размер муниципального долга, и нужны источники, за счет чего нужно возместить республике вот эту часть доходов. То есть, получается, если доходы падают, размер дефицита должен остаться, да, в пределах, там, скажем, 10%, то какой путь? Либо оно должно быть за счет сокращения расходов, но депутаты так и предложили, давайте сократимте предоставление дотаций или субсидий. Либо по источникам. А по источникам это привлечение кредитов коммерческих банков, это то есть до республиканского бюджета. На что есть тоже ограничения. Поэтому, во всяком случае, вот этот законопроект не был принят. Даже не дошел до рассмотрения на сессии КУРАО. А скажите, вот население, вы говорите, с какими данными пользуетесь? Бурятстата. Численность населения, да, вот просто я вам уже объяснила, в течение последних 3 лет у нас в целях соблюдения нормы бюджетного кодекса, что сумма дотаций, которая была утверждена на плановый период, должна быть не ниже, чем была в предыдущем законе. Поэтому мы использовали все те данные, которые были на 1 января 2013 года. Потому что фонд не рос, а если мы говорим, меняется численность, то есть исходные данные актуальные, там же должны быть на 1 января, вот уже в этом году 16-го брались численность, чтобы посчитать дотацию на 2017 год. И вот до этого были все данные на 1 января 2013 года. И 3 года вот эта сумма дотации не менялась. А теперь сейчас рост был 16 год по сравнению с 13 годом? Нет, 17 к 16. 17-16. Да, а 16 это есть на 14 год. Есть вопросы, это также, вот вы так говорите, да, 10% акцизы дорожный фонд. Да. Тоже берется данные, там же берутся, да? Да, Бурятстат. Нет. А взять, если процент оформленных дорог, там может быть по республике процентов 10 оформлено, так оформлено. То есть поселения подают их так, можно сказать, на глазок. И эту ошибку, ее только выявят тогда, когда все оформят право собственности и будет конкретно известно, сколько у кого протяженность. Да. Вот. А потом только, чего предъявить? Нет, нам протяженность дают Минтранс. Понятно, да, да, они Минтранс, уже с вами уже, работают, да. Только потому что нет, Вот они не определены, права собственности нет. Один добросовестно отнесся и как-то померил, другой, понимает, что чем больше покажу дорог, тем больше получу денег. А зато потом ремонтировать тот же участок надо будет. Да, ради бога. Потому что Главное, вот деньги эти получить. деньги, они целевые. Они идут на понимаете. формирование дорожного фонда, а средства дорожного фонда используются только на дорожную деятельность. Они являются целевыми. Ну и, конечно, идет поддержка. Там теперь же у нас тоже по нормам ВК создан дорожный фонд региона, дорожный фонд, муниципальный дорожный фонд. Но так как были разграничения, получается, с 15-го уже, времени, там сельские поселения уже не получают, потому что у них нет своих дорог местных значений поселения, они переданы в полномочия району. Хотя, может быть, и собственность, но полномочий по вопросам местного значения именно в сфере дорожной деятельности закреплено муниципальными районами. Конечно, шли тогда дебаты, помните, это же с 15 года, в 2014 году приняли, когда большую часть вопросов местного значения передали районам от поселения сельских, а городские остались с теми же своими вопросами местного значения, они выполняют в полном объеме. Поэтому как раз у
В сельских поселениях забрали НДФЛ, да, 8% передали району как раз на выполнение тех вопросов, которые им передали. И вот единый сельхозналог в пределах 20% тоже забрали из сельских поселений и передали районам, чтобы они исполняли полномочия, теперь уже как законодательство звучит, полномочия городских поселений. То есть у городских же полный перечень, а у вас вот ту часть забрали и передали району. Так, еще вопросы, пожалуйста. Извините, потом вы сказали, вот, ну, везде пошли как бы на замену дотации, там, увеличением НДФЛ, да, но были же года, когда, допустим, тот же Кабанский район это такое решение принимал, ну, получилось там с Селенгинским ЦКК, и не получил НДФЛ, и дотации получил меньше, но никакой компенсации он не получил. Да. Сейчас вы прочитали, да, есть вероятность того, что да, район получит. Если Да. это, ну, То есть и, вот в частности, нам как бы вот отказали. Да, все правильно. Дело в том, что, видите, нормы БК говорят, что если вы заменяете, если вы посмотрите статью 138 БК, там сказано, что когда заменяется часть дотации дополнительными нормативными вычислениями НДФЛ, сверхпоступления остаются и нигде потом не учитываются, то есть в районе, а потери не возмещаются. И вот у нас была какая практика? Мы те, которые районы замещали, да, то есть мы как бы тоже их приветствовали, потому что это стимул, может быть, как раз в увеличении базы именно по НДФЛ поступления не только в ваш, а в региональный бюджет, да. Но была практика такая, все-таки, видите, это зависит от прогноза, а прогноз нам просчитывают, то есть вот мы это процентов этих доп. Нормативов считаем по прогнозу Минэка, какие ожидаются поступления, это же на очередной год, да. И получалось, что если вот все те районы, которые забирают полностью 65, а потом по факту получается, что они ну, там, по каким-то причинам объективным, то есть они от них зависящим, не получили, то, конечно, у нас была головная боль, а как возместить? Потому что мы не могли, у нас норма ограничения, мы шли вот на какой там, вот этот год и прошлый год, да, вот в прошлом году, как у нас получилось по 2014 году, так, 16 мы возместили 15, значит, да, вот по 2014 году сложилась какая ситуация? Мы там просчитывали, вот как что, как все равно на контроле же держали, район сам, да, вот тут у нас там выпадение, вот как нам будете возмещать, да, ну их успокаивали, и в конце года, обычно в декабре на последней сессии, опять-таки там же мы по факту еще не знаем, но опять прогноз Минэка говорит вот так вот такое будет выпадение. И исходя из прогноза считали вам и давали иные дотации вот тем районам, которые... И там вот даже если вы посмотрите предыдущие законы, вы увидите, что есть иные межбюджетные, иные дотации на вот выпадение доходов. И там как раз расчет был только на те районы, у которых было выпадение. А вот как раз по Кабанску получилась ситуация по 2014 году, что тот прогноз, который нам дали, и мы, конечно, ту часть будто бы по прогнозу отдаем, а у них получилось еще больше выпадений. И, конечно, они потеряли. Зато были другие районы, которым справились прогнозировать больше, а мы им дали то, что нам было посчитано. То есть они оказались в плюсе и получили те доходы, и плюс еще получили межбюджетку из республики. Стали думать, и вот в прошлом году, тоже посмотрите обязательно закон на 15 год, мы эту норму сразу в 15 утвердили, хотя в 15 ее не применяли, потому что ну, не было этого, а уже планомерно шли на 16 год и установили эту норму, и она сохраняется на 17 год в части списания вот этих сумм, ну, у нас называется норма реструктуризации бюджетных кредитов. То есть у нас какая практика? Если вот сейчас те районы, которые заменили часть дотаций, да, и уже по прогнозу Минэка планируется выпадение, то мы как бы на эту сумму даем в этом году бюджетные кредиты, потому что у меня-то лекция сегодня была, что я еще должна была рассказать вам про бюджетные кредиты. Это как вот у нас три инструмента закрепления доходов, межбюджетные и бюджетные кредиты. И вот мы за счет бюджетных кредитов как бы возмещали.
То есть мы не оставляли вот эти районы, в которых будет совпадение. То есть и в этом году мы даем, ну, это была практика вот конкретно в 15-м, а списание в этом году. Мы им дали по прогнозу примерно, что в пределах этого будет, и дали кредит на дефицит. А они этот кредит использовали, так они недополучили же, да, этот НДФЛ, на свои текущие расходы. А уже в марте 2016 года мы списали вот эту часть выпадения. Но не более того, что долг-то может быть по бюджетным кредитам было и больше, а списали только ту часть выпадения НДФЛ в части замены дотации. Эта норма сохраняется на следующий год. У меня все. Спасибо за внимание. Вероятно, все равно это ваш вопрос, Марина Ильичевна. Вот, письмо направляли по изменению, дополнению, по включению данного бюджетного кредита, о чем мы говорили на 2017 год, изменению именно в устав. Для чего в предыдущей редакции устава не устраивается? Вы немножко путаете. Вы с какого района? Акинский. Акинский. Вы представляете поселение или район? Район, да? Дело в том, что, видите, у нас нормы БК говорят, что субъект, что вы муниципальное образование, можете предоставлять бюджетные кредиты. Мы вам, у нас уже нормы установлены, предоставляем районным городам, да, а вы можете предоставлять поселение, то есть если вы у себя такое установите. И цели предоставления на дефицит и на кассовый разрыв. Но у нас в БК есть норма, вот она как бы действует уже второй год, статья 93.6 в бюджетном кодексе, посмотрите. Это касается бюджетных кредитов на пополнение счета. И привлекаются они из федерального бюджета. Но ограничение какое? Дело в том, что оформляется через УФК. Федеральный бюджет, то есть не из республики вы берете. А вот чтобы внести изменения в устав, это вот как раз касается тех бюджетных кредитов, которые вы будете привлекать на кассовый разрыв из федерального бюджета. Но видите, в чем дело? Минфин, Россия, ограничили перечень муниципальных образований. В БК установлено, что все, там, без исключения субъекты муниципального образования могут привлекать вот эти федеральные бюджетные кредиты. А они установили УФК, потому что если взять всю Россию, да, сколько поселений помимо районов, они сделали перечень. Вот по субъекту по республике Бурятия в этот перечень вошли только город Улан-Удэ. Они отрабатывали 15 год, привлекали эти кредиты, то есть там были на 1 месяц, да, сейчас они внесли изменения и уже срок привлечения на 50 дней, да, и вот получается они в течение года несколько раз могли привлечь. Но там есть определенный порядок, это все же федеральные, и нужно, мы вашим финансистам направляли письмо и с рекомендациями, что нужно отработать, чтобы, возможно, получить, если будет такая возможность, привлекать эти кредиты в 2017-м. В этом году Минфин проработал вопрос и постарались включить районы, нам только разрешили до 3. Помимо города включили Севлингинский и Новосибирский. И в итоге год прошел, они не получили, потому что у них документация, которая требуется для привлечения кредита, была, не соответствовала требованиям. Но мы опять написали письмо в Минфин России с просьбой о том, чтобы в этот перечень включили не 3 теперь уже муниципалитета, а все 23. Какой будет результат, не знаю, но чтобы вот себя уже подготовить к 2017 году, да, было такое письмо вам всем. Так, спасибо. Можно как-то на ваш слайдный материал себе перекинуть? Можете в Минфин зайти, здесь рядом, 4 этаж, 405 кабинет, Тугутова. Вы мне здесь помогите, Еще вопрос, может быть, это не ваш вопрос, по подведомственности. Вот эти по итогам выборов бонусы обещали. Они по какой схеме пойдут? Марина Ильичевна, вы не знаете, вот эти по итогам выборов проведения избирательной кампании бонусы обещали? Их порядок финансирования как? Через ФНР или кредиты? Мы не слышим.
МАК, да? Это Мадаевский? Ну, пока Я у нас причем же. нам поручения не было. Наш отдел ежегодно трансфер этим не занимается. Спасибо большое. А? Говорят на будущий год. Так, Михаил Николаевич Месищев, начальник отдела строительного комплекса, архитектуры, строительного федерального планирования Минстроя, контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. Вижу, коллеги уже устали. Мы недавно пообедали, поэтому... Да? И уже... Сон. Так, Перебивали, неприятно, когда Да, двигатель. Михаил Николаевич, можно как бы лаконично, коротко, понятно. Понятно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вас всех видеть в очередной раз. Многие главы, жизнь идет, главы меняются, а остаемся только исполнители, которые доводят до вас необходимую информацию для того, чтобы вы вооружились и работали. Но я хочу сказать, что градостроительная деятельность, вы сами понимаете, это та деятельность, которая осуществляется вами непосредственно каждодневно. И от того, как вы будете управлять этой деятельностью, будет зависеть, в принципе, развитие территории, благосостояние вашего населения, проживающего на территории. Я хочу вам рассказать о контрольных функциях, которые осуществляет наше министерство в рамках тех полномочий, которые нам переданы федеральным центром, имеется в виду Минстроем Российской Федерации. Поэтому необходимо начать с самого главного, о полномочиях. Полномочия в области градостроительной деятельности между уровнями власти распределяются таким образом. Это полномочия Российской Федерации, правительства Российской Федерации, полномочия субъектов, правительства субъектов и, соответственно, органов местного самоуправления. Дело в том, что кроме градостроительного кодекса, вы знаете, наверное, что полномочия еще определяет наш любимый с вами 131 закон об организации местного самоуправления Российской Федерации. Это задачи местного значения и, естественно, те полномочия, которыми обладают органы местного самоуправления уровня районов, уровня поселений, городских и сельских. А что же все-таки, какими муниципальными полномочиями обладают органы местного самоуправления? Я вкратце вам их расскажу. Это разработка схем районов, генпланов поселений, городских округов, правил землепользования, застройки, проектов планировки и межевания, затем разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, безусловно, их согласование, утверждение и в дальнейшем опубликование этих градостроительных документов местного значения, затем создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Не во всех районах она пока существует, кто-то знает о них, кто-то нет. И, безусловно, это предоставление муниципальных услуг. Муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Я еще не сказал, тут надо тоже добавить, это подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, так называемых ГПЗУ. Вы тоже сталкивались, поскольку вам приходится их подписывать и выдавать. Есть специально уполномоченные органы, но тем не менее во многих это делают главы. Надо понимать, что вот все эти документы, они заточены на одно, на создание объектов капитального строительства. То есть объекты капитального строительства, имеется в виду, это жилая застройка,
Это объекты социальной инфраструктуры, школы, детские сады, больницы, клубы и так далее. Ну и, естественно, инженерная и транспортная инфраструктура. Сами понимаете, сюда входят и теплоисточники котельные, и водозаборы, и, соответственно, энергосистемы, электроподстанции различных уровней, и, безусловно, ну и кладбища, полигоны ТБО, то есть та вся коммуналка и та инфраструктура инженерная, которая должна быть. Ну и, соответственно, это наши с вами коммуникации, дороги. Вот весь этот спектр, он именно для чего, в принципе, нам и необходимы генеральные планы, правила землепользования, застройки, чтобы обеспечить на своих территориях рациональное использование территорий, качественное предоставление муниципальных услуг, ну и самое главное, это правильное принятие управленческого решения. Вы все этим занимаетесь, и те службы, которые у вас этим занимаются, они в принципе подготавливают вам всю информацию для принятия правильного управленческого решения. То бишь, как и где правильно разместить школу, детский сад, жилую застройку и так далее и тому подобное. Вот для чего, в принципе, служат эти документы. Поэтому, безусловно, надо понимать, и мы понимаем все с вами, что не у всех органов местного самоуправления есть специалисты, вот именно градостроительного профиля, которые, как раньше они назывались, архитекторами, главными архитекторами районов и городов. Сейчас у вас перетрубация произошла очень большая, и понятно, с этим связано многое, в том числе и финансирование, и оптимизация, все понятно. Но тем не менее, этих специалистов не хватает. И поэтому зачастую качество документов оставляет желать лучшего. То есть разработали, а эти документы стоят немалых денег, и они лежат, пылятся на полках. Ну, за исключением, наверное, правил землепользования и застройки, которые на сегодняшний день с ними активно работают, но тем не менее они как тормоз. Они как тормоз, поскольку качество их, опять-таки, хочу сказать, оставляет желать лучшего. От чего качество плохое? От того, что у нас нет специалистов, достойных специалистов и проектировщиков, это надо тоже признать. И надо сказать, поверхностно относятся органы местного самоуправления как заказчики к принятию этих работ. То есть и работают насколько качественно, и они работают с этими документами. Поэтому, чтобы как-то избежать серьезных перегибов и перекосов, правительство Российской Федерации уполномочило субъекты, а в субъектах это вот, Министерство строительства, которые осуществляют контроль за органами местного самоуправления в правильности принятия им градостроительного законодательства, то есть как они его используют. Поэтому отдел, который я возглавляю, это отдел развития строительного комплекса и архитектуры, там еще градостроительства и территориального планирования, но тем не менее вот этот наш отдел занимается выездными проверками, и мы проверяем, как органы местного самоуправления занимаются градостроительной деятельностью на своих территориях. Вот. Некоторые цифры я вам хочу рассказать. Ну, что именно как это все дело у нас происходит? В соответствии с федеральным законом, 77-м, мы осуществляем плановые проверки деятельности органов местного самоуправления, ежегодно составляем план. Этот план обязательно проходит процедуру согласования с прокуратурой. То есть мы не можем взять, вот сейчас захотеть и поехать вас проверять. Это заранее, ежегодно отдается в прокуратуру, прокуратура уносит, согласовывает с Генеральной прокуратурой. Целая история, чтобы приехать вас проверить. Сейчас это именно так. Но тем не менее,
Что мы смотрим? Мы проверяем в ходе своих проверок соответствие принятых муниципальных правовых актов, ваших решений, постановлений, законодательства в градостроительной деятельности. Затем смотрим соблюдение установленных федеральными законами сроков проведения муниципальных правовых актов в соответствии с требованием, потому что, понимаете, это только, наверное, я не знаю, когда это закончится, но у нас постоянно меняются законы. Градостроительный кодекс — это, наверное, второй после 131 ФЗ, в которых столько поправок каждый год происходит, что это просто надо быть юристом и сидеть только на этом направлении и постоянно смотреть, что же там происходит. Поэтому в любом случае происходит отставание. То есть ваши принятые нормативные акты, вы их приняли, через полгода они уже устарели, в них надо вносить изменения, а это надо делать. То есть у вас есть юридические службы, но, честно говоря, надо признать, очень слабо реагируют на вот это внесение изменений. И поэтому мы приезжаем и как бы поправляем. Ну, естественно, мы проверяем соблюдение процедур. Имеется в виду, как утверждаются генпланы, схемы территориального планирования районов, как утверждаются правила землепользования, это и застройки, документы по планировке. Ну и, безусловно, это исполнение вашими структурными подразделениями муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию и, безусловно, выдача градостроительных планов. И что же получается? Вот, допустим, я вам приведу пример по проверкам 2015 года. Мы проверяли всего 6 районов. Раньше у нас был большой такой марафон, мы проверяли постоянно почти что всю республику, ездили специально мои специалисты и проверяли все районы подряд. Сейчас у нас такого нету, всего 6-7 районов в год мы проверяем. И не получается так, чтобы ежегодно проверять вас, получается как минимум раз в 3 года в среднем получается вот такая проверка. А за это время происходит смена ваших специалистов, смена руководства. И опять как бы получается все по-новому. То есть, понимаете, это вот этот непрерывный процесс обучения. И не факт, что другие люди придут, и их надо будет опять обучать, потому что понятно, от выборов до выборов у нас вот такая ситуация. Мы работаем, потом опять начинаем людей учить по-новому. Что получается? Вот по итогам 2015 года Кабанский, Кяхтинский, Баргузинский, Джигинский район мы проверили и 2 городских поселения, город Кяхта и город Закаменск. Надо сказать, что город Кяхта и город Закаменск — это городские поселения, и они полномочия в области градостроительства, в отличие от поселений, самостоятельно осуществляют. Поэтому мы проверили эти муниципальные образования, и в результате проверок выявлено, что нарушение при заполнении формы градостроительного плана допускается в 124 случаях. Нарушение при заполнении формы разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию 152 случая. Нарушение требования к перечню документов, необходимых к выдаче разрешения на строительство, 45 случаев. То есть вы не имеете права, ни меньше, ни больше, там есть 51 статьей Градостроительного кодекса определен четкий, исчерпывающий перечень документов, ни больше, ни меньше вы не должны с застройщика требовать, иначе это уже считается нарушением. Безусловно, нарушение к перечню необходимых для выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 110 случаев. Нарушение срока выдачи разрешений на строительство, я имею в виду сроки, это 14 случаев. По градостроительному кодексу 10 дней, не больше. А у нас получается 11, 12, а то, не дай бог, и месяц. Это уже грубейшее нарушение. За это уже можно нести определенное, будем говорить, наказание. Вот. Что надо еще сказать? На нашем сайте министерства есть специальные вот эти формы. Они сейчас обновились Минстроем Российской Федерации. Как заполнять, что делать, ваши специалисты, пожалуйста, мы со всеми созваниваемся, со всеми разговариваем. Пусть заходят, смотрят, если кто-то не знает, но во всяком случае все уже знают, как это сделать. Если есть вопросы, пусть звонят к нам, обращаются, мы всегда вам поможем в этом случае. Ну и по результатам проверок
мы еще проверяем сами административные регламенты. Понятно, да, административные регламенты это те регламенты, по которому приходится нам жить. Каждый наш шаг, он расписан административным регламентом в любой сфере деятельности, в том числе и в градостроительстве. Поэтому все, что связано с предоставлением муниципальных услуг, приходится вот так вот шажками продвигаться по тому коридору, который выстроен и называется административный регламент. В прошлом году была со всеми муниципальными образованиями проведена колоссальная работа. Мы все эти регламенты муниципальные вроде бы как бы отработали, потому что мы создали модельную и попросили всех, чтобы не было кто в лес, кто по дрова, сделать нормальный регламент. Сделали. Но вот сейчас Леонид Николаевич не даст соврать, в регистре муниципальных правовых актов до сих пор не все районы их предоставили. Хотя у нас информация есть, что приняты в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципальных образований они приняты, то есть, а почему-то в республике необходимо их однозначно туда посылать, они должны там быть. И поэтому есть вот определенное недовольство наших специалистов, которые занимаются, курируют, мониторят вопросы ведения регистра правовых муниципальных актов в правительстве. Ну и вот в соответствии с планом проверок на 2016 год нами было запланировано 7 проверок. Это город Улан-Удэ, город Гусиноозерск, Тарбагатайский, Селенгинский, Мухтаршибирский, Прибайкальский район и Иравнинский. Из них мы уже 6 проверили, осталась только одна Иравна. В Иравну мы выезжаем на следующей неделе. Тоже, честно говоря, есть проблемы, и вот я тоже вам хочу сказать, какие же все-таки замечания в ходе 2016 года проверок произошло. Но мы, когда приезжаем, мы смотрим предыдущий год. Тот год, который мы начинаем с предыдущего. И вот что получается, что опять по заполнению форм градостроительных планов 411 случаев нарушений. За 2015 год городским комитетом архитектуры было подготовлено 858 градостроительных планов ГПЗУ. И вот в результате выборочного рассмотрения произвольно выбранных ГПЗУ, это около 25% от общего количества, выявлен факт нарушения установленной формы ГПЗУ. То есть форма не та. В частности, из формы исключаются графы, которые утверждены правительством Российской Федерации. Это описание местоположения проектируемого объекта, требования к назначению параметрам размещения объекта. На чертежах в составе ГПЗУ не обозначенной красной линии отсутствуют ситуационные планы участков. Что тоже очень сложно потом застройщику с этим документом работать. Он потом приходит к проектировщику, он потом идет, получает разрешение на строительство, опять-таки же к этому муниципальному органу муниципальной власти, который зачастую, кто выдает ГПЗУ, у нас те и выдают разрешение, но тем не менее форма она установлена, и она для всех единая, для Российской Федерации. В Гусиноозерске выдано 83 ГПЗУ, в 50% не обозначены минимальные отступы от границ земельного участка, а это одна из таких позиций. То есть, если земельный участок у нас имеет определенную форму, границу, то там необходимо показывать отступ. То есть, нельзя земельный участок выделить, его 100% освоить. Этого не может быть, потому что есть моменты, связанные с размещением коммуникаций, благоустройства и так далее. То есть, он не может быть 100% построен. То есть, взять и вот участок мы взяли, выделили 20 на 20 и 20 на 20 воткнули. Такого быть не может. Поэтому это все регламентируется правилами землепользования и застройки. А у нас правила землепользования и застройки, я дальше скажу, туши свет называется. Ну ладно, дальше поехали. Также нарушения, допущенные администрацией Селенгинского района, из 20 выданных ГПЗУ 50% с нарушением. В Мухтаршибирском районе получше, там выдано с нарушением 5 всего. В Прибайкальском районе 19
градостроительных планов. Отличный результат показал Тарбагатай, все 256 у них градостроительных планов земельных участков соответствуют законодательству. При выдаче разрешения на строительство выдано 407 нарушений, в том числе 348 из них допущено городом. Представляете, ну у них и больше, они участков, то есть они и участков предоставляют больше, и этих выдачи разрешения на строительство и ввод больше. Ну, здесь стройка идет побольше, чем в районах, поэтому уровень все равно, хотя специалисты-то у них, будем говорить, не в обиду вам, получше, потому что специалисты, они могут тут еще как-то регулировать и брать как бы лучших из лучших, а вот в районах остаются лучшие из худших. Да? Вот. Все разрешения на строительство объектов ИЖС 288 выданы при отсутствии схем планировочной организации, а при по выдаче разрешения на строительство выявлено еще 60 нарушений. Есть нарушения в городе Гусиноозерске, в администрации Селенгинского района отсутствуют комплекты, необходимые к выдаче разрешений. И вот такие вот пошли, они есть нарушения. То есть вот по всем нарушениям мы делаем акты, делаем предписания, составляем, определяем сроки и потом отрабатываем. Тоже очень сложно идет работа. Анатолий Ильич знает, сколько мы это самое все и с Акинским районом, да с любым другим районом есть у них возражения, есть проблемы. А вот почему вы так подумали, вот почему вот у нас это. Ну, то есть на момент проверки не представлены соответствующие документы. Извините, ребята, ну что мы можем сделать? Сами понимаете. Потом начинают искать крайне. В этом году мы вот заканчиваем 7 районов, я сказал, недавно последнее, а на 2017 год мы уже сделали заявку, прокуратура рассмотрела Ака-Тунка, Баум, Кижинга, Муйский район, город Северобайкальск и Северобайкальский район. Это будет в 2017 году. У нас на сайте будет вывесен план проверок на сайте правительства, на нашей страничке Минстроя. Можете посмотреть, зайти. Там будут все сроки определены, когда мы выезжаем. Но мы заранее все равно будем созваниваться с каждым районом и разговаривать. И будем проверять вашу градостроительную деятельность. Вот это, в принципе, как бы по деятельности, но тем не менее я хочу сказать, кроме того, что там выдача разрешений, правильно, неправильно, там еще что-то, самое главное на сегодняшний день мы проверяем правила землепользования застройки. Это тот документ, который на сегодняшний день обращен взор президента Российской Федерации. Дело в том, что в мае месяце состоялся Госсовет, и на Госсовете поставили задачу, чтобы к декабрю месяцу нынешнего года всем муниципальным образованиям, а задачу-то ставит президент не муниципальному образованию, а он ставит задачу субъектам, Генеральной прокуратуре и правительству Российской Федерации, чтобы все муниципальные образования привели в соответствие свои правила землепользования застройки, поскольку по всей России они у нас плохо отработаны. Потому что это новый документ, практики применения его достаточно и нету. И поэтому, хотя у всех из вас правила землепользования застройки разработаны, утверждены, деньги колоссальные затрачены, но поменьше, чем за генеральные планы, но тем не менее. И кто в лес, кто по дрова. То есть, получается, есть набор некий бумаги, а у нас правила землепользования застройки состоит из текстовой части, и я вам покажу, и текстовой, и, соответственно, карты градостроительного зонирования. Так, сейчас, вот эта схема, так, сейчас мы вам покажем. Это генеральные планы. Ну вот, допустим, я просто, чтобы вам хотя бы приблизительно понимать, если кто-то уже и видел и с ними работал,
во всех, чем отличается генеральный план, там определяются функциональные зоны, в которых определяется развитие территории, а правила землепользования и застройки делят всю территорию, в частности населенного пункта, на территориальные зоны, для каждой территориальной зоны определяется свой вид разрешенного использования. То есть разрабатывается градостроительный регламент, определяется плотность застройки, высотность, размеры земельных участков, вид разрешенного использования, что можно в той или иной территории строиться. И вот этой информации-то нету у многих, просто она сделана, как бы сказать, поверхностно. То есть проектировщик там, кто-то быстренько пробежался, наляпал там что-то, никто не проверил у вас на местах. И потом, когда вы выдаете, начинаете ГПЗУ, вы не знаете, что у вас там написано. Бог знает, что написано, а вам-то надо показать в ГПЗУ вид разрешенного использования, и пошло-поехало. И Росреестр возмутился, естественно, потому что он в конечном итоге самый крайний, ему надо правоустанавливающие документы на землю оформлять застройщику, и пошло и поехало. И когда столкнулись с этим делом, все схватились за голову, и президент поставил эту задачу. Президент поставил задачу в этом году, а мы пыхаемся с вами уже 1,5 года, потому что перед этим, год назад, ее поставил Козак Дмитрий Николаевич. И тоже мы с успехом с вами не справились, сведения не внесли. И самое главное, все ваши правила землепользования и застройки, как и генпланы, должны у вас быть на сайтах. На первом, как в божнице стоять. Открыл, кликнул, вот она, ваша заглавная страница. Здесь должна быть написано правила землепользования и застройки или генплан. Или просто градостроительная деятельность. Туда заходим, там у вас все это должно быть размещено. Требует отдельно, чтобы было хорошо. Сейчас что получилось, я вам скажу. В прошлом году Минстрой Российской Федерации запросил, скажите, пожалуйста, как у вас приводят соответствие. Мы со всеми созвонились. Как правило, у нас муниципальное образование сказали, у нас все нормально. Мы тоже написали, у нас все нормально. Они взяли проверку, зашли в город Северобайкальск и взяли в Бичурском районе поселение Бичурское. Зашли, ничего нет. То есть понятно, у нас тоже людей-то мало. Проверить 266 поселений очень сложно, а у нас правила должны иметь сельские поселения, их 250, сейчас 248, да, и 16 городских, и плюс 2 городских округа. И мало того, что они должны быть размещены на сайте, они должны быть нормальные. То есть вот туда зайти и можно посмотреть, а что можно строить в той или другой территориальной зоне. Вот эту поставил задачу Минстрой, он проверил все субъекты, и оказалось там такая каша в этих правилах. И все. И поэтому я вас очень прошу, обратите внимание на правила землепользования и застройки, поскольку время Ч это 1 декабря, я не знаю, что будет, главе уже Козак дал понять, что будут рассматривать эти вопросы, и дальнейшие вот эти вот замечания, которые будут по правилам, может отразиться в принципе на его имидж, на имидж каждого руководителя субъекта. Поэтому от наших ваших с вами стараний зависит дальнейшая работа наших правительства и руководства субъектов. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы. Михаил Николаевич, вот мы много раз писали о том, что в связи с изменением форм выдачи разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, в данном случае разрешение на ввод в эксплуатацию обязательно требует технический план. Технический план выдачи разрешений на ИЖС, соответственно, люди получают разрешение на строительство. Но никак не хотят получать разрешение на ввод в эксплуатацию, потому что это дополнительные затраты по составлению технического плана. Это плюс 5-7 тысяч, да? Вот люди не хотят получить разрешение все идет, рост идет, а ввод в эксплуатацию, оно как в связи с этим изменением стало, все, вот
как Ну, понятие? мы знаем, что на сегодняшний день раньше можно было по декларации заполнить, и у нас вставал такой момент, в градостроительном кодексе есть такое понятие разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, а люди не идут и не получают. И они соответственно, не получают разрешение на ввод в эксплуатацию, когда вот, определенной декларацией, вот этой амнистии, которая существовала до вот последнего, ну, вот буквально недавно, законодательство все-таки вернули эту позицию, что в Росреестр надо будет представлять наряду со всеми и разрешение на ввод, да, то уже все, понимаете, это уже само собой, если разрешение на ввод надо представить человеку, он обязан будет брать уже разрешение на строительство. То есть, ну, тут логика идет. Поэтому вот теперь вся разрешительная документация все равно будет в ваших руках. Другой вопрос, я не знаю насчет вот этих технических затрат, почему они у вас не идут, но они должны пойти. Потому что если будет требовать Росреестр выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию, человек придет, и волей-неволей придется, конечно, самое. Нет, Михаил Николаевич, это вопрос следующий, самый интересный. Вот разрешение на ввод они не берут, да? Но во всяком случае по упрощенной системе, как регистрации, они могут зарегистрировать. Нет, поэтому у нас... сейчас я говорю, добавили на сегодняшний день. Да? Вот, да. Посмотрите внимательно последние изменения. И это раньше, я говорю, была проблема, для чего брать это разрешение, когда его не требуют, да, в Росреестре, сейчас требуют. Поэтому вот тут А то у нас статистика одна шла по муниципалитету, вот объекты в эксплуатацию одна, в Росреестре, соответственно, чуть больше. Ильич, ну ты у нас часто бываешь, зайдешь, мы переговорим, чтобы, может быть, люди... Кинский район, ПЗЗ, у них есть или нет? Конечно. У них на все поселения они есть. Вопрос-то не в том, что есть или нет. Качество, то есть, да, те сведения, которые должны... Качество-то вы проверили? Но вот сейчас мы проверили. Нет, до 1 декабря поручение Путина, как мы его исполняем? Мы проверили, сделали документарную проверку всех правил землепользования и застройки. Всех. Ну вот здесь Муйский район. Всех, да. У всех есть проблемы. И мы это сделали актами и предписаниями. У каждого на руках есть акты и предписания. В соответствии с ними мы уже должны сейчас уже обратную связь иметь, потому что время-то уже прошло, поэтому хотелось бы... Что, еще вопросы, коллеги? Все, да? Ну, спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что наши двери для вас всегда открыты, для глав, для руководителей, первых заместителей, для всех ваших специалистов в области градостроительства. Мой кабинет 421, телефон 216203, или через меня, или через Сергея Николаевича Рыбальченко, который курирует, это председатель комитета развития стройкомплекса, и он же и замминистра, ваш тоже бывший коллега, глава Северобайкальска. Вот. Опыт у него работы с главами большой, ну, то есть и как глава, поэтому все вопросы можно в принципе решать через него или напрямую со мной. Милости просим. Спасибо. Спасибо. Так, дальше. Александр Сергеевич, министр Бурятии, социальное предпринимательство Республики Бурятия. Осталось немного, коллеги. Александр Николаевич, вы свою флешку. Да, я заберу. До свидания. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Доржиев ГСР. Я являюсь руководителем общественной организации «Союз менеджеров Бурятии». Вкратце расскажу, что это такое и с чем они едят. Это союз, который объединяет предпринимателей малого и среднего бизнеса и выпускников президентской программы, наверняка вы слышали, да? И наша задача, ну, как бы, общение, поддержка друг друга и различные проекты.
Сегодня меня пригласили для того, чтобы мы с вами проговорили про социальное предпринимательство. Кто-нибудь слышал про социальное предпринимательство, знает, что это такое? Ну, это, скажем так, что это достаточно новое понятие, которое еще такого понятийного аппарата в России как бы еще не сложилось, скажем. Сейчас это стало достаточно модно, даже можно сказать, да, если взять центральные регионы России, там зайти на сайты, то там, не знаю, там пестрят всякими социальными проектами, бизнес-проектами, социальными предпринимателями и так далее, и так далее. Пока у нас этого ничего нет. Но что такое социальное предпринимательство, мы сейчас я вкратце просто расскажу. Вот мы работаем над этим проектом и проводим кабинетные исследования. Вчера у нас состоялось экспертное заседание по социальному предпринимательству. И вот что мы выяснили, да, что такое социальное предпринимательство. Это деятельность, направленная на разрешение или смягчение общественно значимых проблем, осуществляемых при помощи средств и методов, характерных для коммерческих предприятий. Что это такое, расшифрую, да? То есть здесь социальное предпринимательство, два противоположных понятия. Вроде мы решаем какую-то социальную задачу и плюс предпринимательство, то есть извлекаем какую-то прибыль. Можно ли эти два понятия совместить? То есть здесь любая предпринимательская деятельность, которая смягчает какие-то социально острые вопросы в любом регионе, да, можно отнести к социальному предпринимательству. Единственное, что не нужно путать социальное предпринимательство с благотворительностью. То есть есть социальное предпринимательство, есть благотворительность. Это совершенно разные два понятия. Социальный предприниматель занимается социально значимой деятельностью на коммерческой основе, как я уже об этом сказал, да, и причем большую часть полученной прибыли он реинвестирует в свои социальные проекты. То есть он самоокупаем. Если мы сравниваем это с благотворительностью, то благотворительность требует всегда каких-то дополнительных ресурсов. То есть мы просим их извне и привлекаем какие-то внешние ресурсы. Второе, я уже сказал, самоокупаемость и социальный предприниматель самостоятельно создает социальную значимость. То есть он сам вправе выбирать то, на что он может направить свои усилия, свою деятельность для того, чтобы решить ту или иную социальную проблему. Если коснуться истории, то первым, кто заговорил о социальном предпринимательстве, был ученый, американский ученый Грегори Дис, который родился в 1950 году и является директором Центра развития социального предпринимательства Университета Дьюка, США. Он первым в 90-х годах выявил феномен именно социального предпринимательства. Здесь приводится 5 ключевых характеристик по Дизу: принятие на себя миссии создания, поддержания социальной ценности, блага, выявление, использование новых возможностей для реализации избранной миссии, осуществление непрерывного процесса инновации, адаптации, обучения, решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами, высокая ответственность предпринимателей за результаты своей деятельности. Вот эти 5 ключевых характеристик принято считать, сейчас в экономике принято считать одним из таких целеполагающих и объясняющих феномен социального предпринимательства. Что есть в социальном предпринимательстве в России, что мы видим в нашей практике? Да? Здесь мы видим то, что в нашем законодательстве нет четкого закона, нет четкой поддержки того, кто является социальным предпринимателем и какие задачи он ставит перед собой. Это одна из причин, почему наша организация занимается сейчас именно этим проектом. И сейчас мы после проведения экспертного заседания с ведущими вузами мы будем дальше проводить круглый стол с привлечением профильных министерств и так далее, и предпринимателей, и власти. И будем дальше разбираться, чтобы дать какую-то правовую оценку и оценку методологии, оценки вообще эффективности социального предпринимательства. Какие проблемы мы выявили? Низкая вовлеченность российских социальных предпринимателей в решение наиболее сложных и острых проблем общества,
и фокус деятельности на малозначимых социальных задачах. Это исходит из того, что пока еще мало кто понимает, что такое социальное предпринимательство, и какие задачи, какие вопросы мы должны решать. Несовершенство механизма выделения субсидий для развития социальных предприятий, отсутствие иных стимулов для занятий социальным предпринимательством. То есть у нас есть понятие, что социальное предпринимательство это какой-то вид деятельности, чуть ли не благотворительный, и прибыли извлекать какую-то здесь практически невозможно. На самом деле это не так. Отсутствие требований к рентабельности предприятий, внедрение современных управленческих решений и инноваций. Здесь вот еще одна проблема, которая тоже говорит о том, что в законодательном порядке не указано, что социальное предприятие должно быть рентабельным. То есть социальное предприятие это какое-то предприятие, которое что-то делает, да, и ничего такого нет. Единственный документ, который мы обнаружили, что регулирующее социальное предпринимательство на законодательном уровне, это является приказ Министерства экономического развития Российской Федерации номер 411 от 1 июля 2014 года. Это он как бы сравнительно полно описывает феномен социального предпринимательства. Сравнительно полно. Но здесь нужно указать, что в основном описано две модели. Модель трудоустройства и модель социальных услуг. То есть мы для незащищенных слоев населения, или слабо защищенных слоев населения, то есть и пытаемся их трудоустроить, грубо говоря. Вторая модель социальных услуг, мы оказываем какие-то услуги для, опять же, этих незащищенных слоев населения. Здесь я не буду все зачитывать, вот вкратце вы можете почитать, найти этот закон и прочитать, какие услуги подходят под это. Почему этот закон? Потому что именно этот закон регулирует выделение субсидий и государственную поддержку для предприятий, которые занимаются социальным предпринимательством. Здесь нужно сказать, что эти рамки, вот, которые вы посмотрите, они очень сильно размыты. Там, например, есть такое понятие, как социальным услугам отнесено культурно-досуговые центры, да? То есть кинотеатры тоже это объекты культурного показа, то есть можно кинотеатры отнести, можно, как вы думаете, можно ли отнести кинотеатры к объектам социального предпринимательства? Я думаю, что нет, наверное, да? И поэтому здесь все вот эти критерии пока еще четко не проработаны. Что касается Бурятии. Бурятией мы еще пока занимаемся, да? Вы наверняка слышали, какие вы примеры знаете вот именно социального предпринимательства в Бурятии, исходя из того, что вы сейчас услышали. Я думаю, все на слуху, все слышали. Социальная фирма, да? Да, совершенно верно. Социальная тара. Почему бы нет? Вот этот как раз это яркий пример того региона, да, то есть в отличие от других западных регионов у нас есть вот такой пример. И такого нет еще нигде. Социальная тара, которая поддерживает вот именно фермеров, которые разводят овец, да? Потом Селендинский район есть кто-нибудь здесь? Нет Селендинского района? Есть удачный пример Селендинского района, так называемая артерия, которая ставит перед собой задачи именно поддержки фермеров в сельском хозяйстве. Грубо говоря, предприниматель может подать заявку и получить 500 мешков картошки и посадить ее на своем поле и дальше ее выращивать. Да? Все, что он заработает сверх, осенью он отдает обратно 500 мешков картошки, но все, что он заработал сверх, это его прибыль. То есть он это реализовал и так далее. Опять же, эта артерия не только помогает выращивать этот картофель, но еще и плюсом помогает доставлять его до потребителя. То есть у них работает сайт, который дает, можно сделать заявку, например, там вплоть до 10 килограмм картошки, и человек приезжает, привозит эту картошку, доставляет и так далее. Поэтому для вам, как главам муниципальных образований, я думаю, должно быть это важно. И поэтому я приготовил вот две ссылочки, да, можете посмотреть. Вот это первый фонд «Это наше будущее». Там приведено огромное количество примеров именно занятости населения. Вот именно это и многодетные семьи, это молодые матери, например, матери-одиночки, и так далее, и так далее. То есть это сохранение культуры и традиций. И примеры лаборатории социального предпринимательства, здесь это можно изучить, это даже можно провести, например,
в селах, там, в ваших образованиях там, муниципальных, там, в городе, везде можно будет просто собрать предпринимателей и показать, как можно работать. Здесь есть огромное количество примеров того, и какие органы оказывают такую поддержку именно начинающим предпринимателям в сфере социальной ответственности. Ну, вот кратко я пытался рассказать вам об этом. Ну, вопросы есть? Пожалуйста, Да, да. вы же меня извините, по делу говорить. У меня есть депутатский наказ организовать в поселке Краснодар социальный магазин по снижению, по продаже необходимых первостепенных продуктов. Товар первой необходимости. Да, необходимости, да. Для пенсионеров у нас их 3600. И плюс к этому очень мало нищих. Как мы это делаем? Нет, мы на это дело смотрим, конечно, положительно. Просто надо найти предпринимателя, который пойдет на это. Отвечаю, я нашел таких людей. Но категорически я собрал, я всех здесь знаю, но это же противовес тех предпринимателей, да, торгующих, да, товарами. Вот, понятно, вот здесь вот как раз... Еще человека я нашел, который согласен со мной, но мы с ним посидели, обсчитали, это больше 2 миллионов, там, для того, чтобы магазин сделать, завести продукты, ну и так далее, реализовать, чтобы наработать хоть какой-то капитал, а потом уже потихоньку начать. Понятно, да? На связи стоит 500 рублей, булка хлеба 35 рублей. Ну, понятно. Ну, у вас отдаленный район, поэтому, конечно, у вас там проблемы есть такие, да? Но здесь это уже социальная ответственность предпринимателей, которые работают там. Я думаю, что те предприниматели, которые давно и успешно работают, они, в принципе, могут на социально значимые продукты питания снизить цену и с минимальной маржой работать. То есть хотя бы на самоокупаемости. Но, естественно, это уже личный выбор каждого. Заставить законодательно, извините, мы никого же не можем, правильно? И никто из предпринимателей не согласится на то, чтобы работать. Здесь немножко другое. То есть продавать по сниженным ценам, я тоже не считаю, что это есть объект социального предпринимательства. Это уже больше такое, наверное, социально значимая услуга, как больше относится к благотворительности. Если мы производим, например, какие-то там, что может быть ярким примером, да, социального предпринимательства, детские сады, которые тоже, они снимают именно потребность в детских садах. Частные, да, естественно, частные детские сады. У нас здесь в Улан-Удэ зарегистрированы 2 социальных, которые вчера вот выступали представители Минсоцзащиты, 2 предприятия, которые отнесены вот именно как социальным предпринимателям, это «Забота» и «Добрые руки». «Забота» — это которые есть стационарные учреждения, которые принимают пожилых людей, да, одиноких пожилых людей, это дом престарелых, да, гериатрическое такое учреждение. Это «Забота» и «Добрые руки». «Добрые руки», которые оказывают эти услуги на дому для одиноких людей. Понятно. Алексей Сергеевич, такой вопрос. У вас деятельность как бы общественная организация, да? Союза менеджеров, да, так? Да. Но раз вот социальным предпринимательством вы это себе как приоритетное направление, либо как одна из дальнейших форм работы, да, наших предпринимателей, коммерсантов, все-таки вы больше сейчас объединяете наших городских предпринимателей, а в сельских территориях, кроме вот артерий, там, где Вячеслав Балданович Целеграпов, как он сам говорит, это под его эгидой, под его началом было инициировано. Ну да, здесь помощь, конечно, вот власти была здесь в этом случае, конечно. А как вы можете побудить местных предпринимателей, будь то на севере, будь то в прибайкальских районах, не знаю, в южных степных наших районах? Вы как-то туда вхожи, либо к вам обращаетесь, или только, я понял. Либо вот как вы можете помочь местным чиновникам, чтобы разбудить местных предпринимателей и заниматься, да. Ну, смотрите, наша организация, это я сказал, что объединение выпускников президентской программы, да, объединяет сейчас порядка где-то 200 предпринимателей малого и среднего бизнеса, среди там есть и сферу торговли, услуг и так далее, и так далее. Там очень много людей входит в эту организацию.
Мы вот этот проект работаем не для Союза менеджеров, мы работаем по этому проекту для всех. Мы почему? Мы создаем прецедент. Вчера, вот, когда мы разговаривали проводили экспертное заседание, услышали отклик именно от наших вузов, да, преподавателей наших вузов, которые уже сказали, они тоже так же, как и вы сказали, а что такое социальное предпринимательство? Вы нам объясните. Вот вчера мы сидели, заседали 3 часа и вот и решали, что же это такое социальное предпринимательство. Они пошли дальше, они говорят, вот это отличная тема там, для диссертации, для аспирантов, для магистрантов и так далее, и так далее. То есть это дальше пошло. И мы также делаем, чтобы вот это как снежный ком шло дальше. Сейчас я выступаю перед вами, мне так хочется, чтобы тоже от вас получить какую-то ответную реакцию, да? Мы, потому что над этим проектом будем работать дальше. В начале декабря у нас будет круглый стол, в феврале у нас будет большой форум. Если у вас есть желающие предприниматели, которые хотят заняться, изучите сайты, которые я вам показал, да, и контакты, вы можете записать мой контакт 64 64 84, легко запомнить мой номер телефона. А так, с этим? 9025 перед ним. 89025 64 64 84. Дорожи ГСР. Здесь есть 89025 8925 64. Еще раз 64, 84. Ну, можно так и так звонить. Еще раз повторите. Ага. 8925, 64, еще раз 64 и 84. Мы готовы оказать любую консультационную помощь. Да? Мы общественная организация, мы не банк, мы не раздаем кредиты, мы финансово никому не помогаем. Мы пытаемся сейчас вот поднять и создать прецедент именно по социальному предпринимательству, чтобы снизить эту социальную напряженность везде, не только в УАМД, но и в других районах, селах и так далее, и так далее. Поэтому мы открыты, мы готовы. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Ваши контакты наверняка есть у организаторов, да? Все? Да, есть и на сайтах районов, то есть тоже в интернете, условно говоря. То есть сейчас у нас представлены вновь избранные главы, это Кабанский район, Муйский, Акинский, Баргузинский, Лагар. Да. И это не все 23 муниципалитета. И все данные, в принципе, на сайте каждого района есть. Как главы района, так и глав поселения. Вам спасибо, успехов. То есть, да, условно говоря, с другой точки зрения, наверное, посмотрели, да, на этот вопрос, на возможные формы сотрудничества. Спасибо. Спасибо. Так, ну, уважаемые коллеги, Сарай у нас вчера, да, читался вопрос, чтобы мало времени сэкономили. Ну, в форме, не знаю, завершая наш семинар, в форме круглого стола или круглого общения, как-то услышать хотелось бы от вас ваши предложения, может быть, замечания, критику, чтобы мы на будущее могли это учесть. Так или иначе, у нас процесс избрания глав непрерывный. И какие, может быть, тематики задеть для обучения в будущем году для ваших сотрудников, тех же прав делами, юристов, земельщиков и так далее. Если есть пожелания, пожалуйста, пару слов скажите. Вообще полезно, не полезно, или что бы надо было раскрыть, может быть, ваши какие-то пожелания, может быть, не знаю, федеральной структуры надо было придумать, условный реестр, таможню или еще кого-то. Либо достаточно только вот тех наших лиц, которые вчера и сегодня выступили. Ну, допустим, вы говорите о правилах, да? Заранее нам информацию, что тогда-то будет семинар по правилам. Мы высылаем вопросы, да, практически. И уже выступающие готовят свои выступления согласно. С управделами у нас более-менее как-то на рельсе поставлено, потому что у нас уже личные контакты есть, и они нам звонят сами, мы им звоним напрямую. Конечно, мы их спрашиваем, какие хотелки на сегодняшний день есть у вас. Они говорят нам, кто-то послушать, вот этим бы обменяться мнением, вот, кто-то найти, это бы рассказать, либо туда съездить, посмотреть. Конечно. Вот нынче мы благодарны вам, Алексей Анатольевич, потому что многие управделами
и впервые были на вашей стороне, потому что там новые команды. Вы видели, да, это в основном молодые люди, молодые ребята, девчата были. И с большим интересом прошлись вот в Каменске, в Селенгинске по промышленным объектам. Я удивился, я говорю, пойдем на то посмотрим, пойдем вот на эту лужайку, как в Селенгинске сходили. Но мы все равно туда сходили. Они сказали, нет, мы лучше сходим вот по промышленным нашим заводам, посмотрим, посмотрели, как это все варится целлюлоза, как сыпется цемент, добывается. Ну, было интересно. Спасибо. Ну, в дальнейшем это, несмотря на существенное сокращение, вот я не знаю, нам на будущий год на обучение, опять же, ни одной копейки, по-моему, не заложили, да? Ни на семинары, ни на повышение квалификации. Вот раньше мы, 3 года назад, мы стабильно шли в гору и вам в качестве субсидий давали деньги на повышение квалификации муниципальных служащих, где могли бы вы и сами пройти полноценную переподготовку, либо же своих ребят, девчат обучить. К сожалению, в условиях дефицита средств республиканского бюджета мы себе пока этого позволить не можем. Нам не дают эти деньги. Приоритеты, которые поставлены в другую сторону. Ну хорошо, спасибо. Мы надеемся, что они были полезны, эти встречи. Сказать, что вообще очень полезный семинар. Во всяком случае, я впервые на таком семинаре, в котором вопросы есть сразу, с первых лиц, когда все в ходе диалога. Я понял, Анатолий Ильич. Я беру себе на заметку, что желательно приглашать первых лиц, руководителей. С юристами к нам пришел, например, руководитель инспекции по труду Пыкин Анатолий Иванович. Он сам пришел, руководитель, сам все своим простым языком, русским, допотопным все это рассказал, объяснил, были вопросы, ответил. Ну, все не так, как, конечно, как некоторые наши специалисты, не мой вопрос, я не владею. И плюс, то, что когда Росреестр, да, удивил, не удивило как-то? Приятно было и на бумаге, и на слайдах. Конечно, мы это себе на вооружение берем, по крайней мере, наших, да, республиканские органы власти мы будем просить, порой даже заставлять, чтобы они приходили более подготовленными. За это как должно быть. За второй документ оборота, кстати, тоже слышите. Документ оборот? Да, то есть вот я, например, новоспеченный человек. Давайте тогда, то есть вот я прихожу, ну... такие моменты, может быть, даже в частном порядке где-то. Хорошо? В частном порядке можно это. Вы у нас, комитет развития, на то созданы работой, что мы вам обязаны и оказывать всю методическую помощь. Если сами не объясним, по крайней мере, информационного части, да, по крайней мере, найдем того, кто должен дать вам ответ. А если языка, там потом по адресной системе, там ФИАТ, по-моему, да, вот тоже да. Хотелось бы тоже вникнуть. Ну, в данном случае даже порой бывают такие моменты, когда мы с площади Советов в городе Улан-Удэ не знаем досконально те проблемы и как их решить, да? Поэтому вот межмуниципальное сотрудничество между районными, между поселениями даже в районе, вы должны общаться и учиться друг у друга, да, обмен опытом. Поэтому не только вот сюда к нам как бы общаться, но и межмуниципальное сотрудничество. Гости друг друга. Гости друг друга. Хорошо, спасибо, успехов. Еще раз документы вы